сейчас я лично ничего не могу для себя уяснить, что хочет действительно наша власть. Сегодня они говорят одно, завтра другое, послезавтра третье. Поэтому надо определиться. А как определиться, тогда уже будем комментировать, строить или подсказывать, что необходимо делать. А сейчас, до тех пор, пока Банковая не решит для себя, что для нее важно, то вот такая ситуация будет продолжаться. Что, по-вашему, может вывести Минские соглашения из стагнации, в которой они сейчас находятся? У меня звук пропал. Алло. Да, слышу. Да. Что, по-вашему, может вывести сегодня Минские соглашения из стагнации, в которой они сейчас находятся? Ну, во-первых, как это не парадоксально, как это кому не хочется слушать, любые переговоры должны вести к компромиссам. Вот эти компромиссы должны обсуждаться между сторонами Украиной, Россией, Берлином и Парижем. Поэтому вот только так. У нас это переговоры. А до тех пор, как мы можем до той черты, до какой мы будем сопротивляться, и нас с места не сдвинут. То же самое и Российскую Федерацию. Поэтому здесь, опять же говорю, мастерство дипломатии. Спасибо большое. Олег Стариков, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. На какие компромиссы может пойти Украина ради достижения мира? Ну, знаєте, це таке, звичайно, складне питання. Да, и нужны ли компроміси. вообще такие Чи компромиссы? наскільки поки що я бачу, що українська влада, вона все-таки намагається триматися на тих позиціях, які вбудовувалися ще раніше. При цьому основні питання зміни формату відносин з Російською Федерацією, вони пов'язані з тим, що відбувається процес обміну полоненими. Так? Але в всьому іншому ну, я не бачу, що якісь ідуть дійсно там поступки, які б свідчили там про те, що інтереси України перестають бути пріоритетом для якраз української держави. Да? То фактично Откуда такие выводы? Ну, дивіться, от я аналізую там, да, там за цей рік, скільки там Зеленський, чи вже більше, да, президент, вже стільки говорили про зраду, і про подачу води в Крим, і про те, що відбудуться вибори і не будуть допущені там українські політичні партії, і про інші речі. Але да, є якісь заяви, які можна сприймати неоднозначно, в тому числі таких персонажей, як пан Фокін, да. Але по факту, якщо ми кажемо з точки зору дій, то я не побачив жодної зради поки що. Ну, от серйозно. Хоч і намагаються її весь час знайти, але я б сказав би, що... Ну, может, потому что украинское общество у нас такое пассионарное, и оно не дало случиться тому, что должно было произойти. К примеру, вот последняя, да, история с проведением инспекции с сепаратистами на наших воєнних позиціях. Ну, дивіться, за умови, який рівень підтримки Зеленського на сьогоднішній день, в нього все-таки простір для маневру достатньо широкий. Тобто, коли падає рейтинг у політика, суттєво падає, то, звичайно, тоді він орієнтується в тому числі там, на реакцію суспільства. Він і так повинен орієнтуватися. Але тут в нього є завжди, ну, скажімо так, от аргумент чи довод про те, що чекайте, мене яка кількість людей підтримали мою лінію поведінки. Тому я не думаю, що це пов'язано з цим фактором, він може мати вплив. Але я думаю, що є ще й інший аспект, що на етапі приходу до влади ситуація бачилась по одному, а коли ти опиняєшся вже при владі, ти зіткуєшся з реальною ситуацією, з діями російської сторони, то в тебе, очевидно, що і міняється, якби, да, і бачення ситуації. Але при тому, ну, звичайно, що є інший аспект, що Зеленському необхідно постійно, ну, проходити між крапельок, зважаючи на особливості його риторики, яка здійснювалася дійсно перед виборами. І тому інколи бувають такі заяви, які достатньо є контроверсійними. Але все-таки я прихильник того, щоб ми орієнтувалися не на заяви, ориентовалась безпосередньо на дії. Ну вот смотрите, Дмитрий Козак, вот мы услышали сейчас с вами его заявление, и он опять говорит, вот дежавю.
Такое было и в прошлый раз перед встречей 4 лидеров в нормандском формате. Зачем проводить саммит? Просто для того, чтобы его проводить. Смысл нет. И тогда тоже об этом говорили и выдвигали ряд условий и ультиматум. Там разведение войск на Донбассе в 3 пунктах, да, там подписание формулы Штайнмайера и еще там много чего российская сторона требовала от Украины, чтобы в итоге провести вот эту встречу. Что на этот раз? Мы опять будем слышать какие-то ультиматумы от России и идти на них, чтобы эта встреча состоялась? И зачем нам тогда такая встреча? Знову ж таки, я б не сказав, що ми на якісь такі ультиматуми йшли, неприпустимі, але давайте не забувати, що Дмитро Козак чи Козак, то все-таки це людина, яка знає, як себе поводитися в схожих ситуаціях. Достатньо згадати, що він стояв у основ ситуації в Придністров'ї і був ще окремо його план. І я думаю, що якраз, в принципі, те, як він поводить, як він говорить, це в розрізі цьому. По суті, якщо ми зараз будемо говорити, то існує, мені чомусь так здається, певна патова ситуація. Свого роду, це якщо там аналогії з шахів говорити, якщо аналогії з боксу, то ситуація клінча. Цей клінч він поки що не міняє. І я не бачу особливо ще поки варіантів, щоб він якось змінився. Какая цель Путина по Донбассу стратегическая? Чего он хочет? Цілі ж можуть змінюватися. Я думаю, що на 2014, початок 2015 року були одні цілі. Зараз, розумієте, тут же ж питання і в тому, що як буде відбуватися ситуація, розвиток з Білорусією. І однозначно для мене лише одне. Сакрального значення Донбас для Путіна на сьогоднішній день, на відміну від Криму, немає. Тому за певних умов він може йти якраз в тій частині на поступки, але просто треба говорити про те, яка ціна цих поступок. Фактично ми заговоримо про те, що все крутиться, вертиться навколо того, що ми готові вам там ледве хоч не завтра віддати Донбас, але при цьому ви забуваєте питання Криму. От я думаю, якраз в цьому розрізі все має місце. Это невозможно. От ви самі дали відповідь на питання. Если по Я собі просто, розумієте, за великим рахунком, мені складно. Тобто я самого візьмемо з вами умовно проросійського політика в Україні, він ніколи не скаже, публічно точно, про те, що за певних умов Крим може залишитися в складі Російської Федерації. Тому що це буде його за будь-яких умов знижувати йому, м'яко кажучи, знижують йому рейтинг навіть в межах свого електорату. Якщо навіть не обвалить. Если по Донбассу у нас есть, вот как мы видим, какие-то сейчас переговорные площадки, да, то по Крыму их не было, по крайней мере, вот до сегодняшнего дня, потому что сейчас в офисе президента, в Министерстве иностранных дел Украины планируют создать платформу, диалоговую платформу по обсуждению деоккупации Крыма. Что это может быть за платформа? Как вы думаете, будет ли она эффективной? Так для ефективності має бути якісь зміни відбутися в Російській Федерації. Можна пробувати якісь плани теж будувати. Ми з вами теж, по-моєму, про це говорили, що є таке в міжнародному праві, інколи застосовується, коли на певний період вводиться сумісне управління, а потім може вирішуватися питання на референдумі про статус певної території. Це варіант, який мені не подобається, умовно кажучи. Але коли існують спори про територію, це один із самих реальних варіантів в розрізі того, що ми кажемо Україна-Росія. Тому що якщо ми говоримо про інші варіанти, наприклад, Суд Організації Об'єднаних Націй може теж вирішувати територіальні спори між державами, але по Західній Сахарі Суд Організації Об'єднаних Націй між 3 країнами вже більше 20 років вирішує цей спір. Є варіанти, коли такі спори вирішують, наприклад, по острову Зміїному. Було теж спір в Міжнародному суді ООН між Україною і Румунією. По водам, там теж територіальним. Але Україна визнала, ще до того, як розглядалася справа, про те, що вона визнає будь-яке рішення, так само, як і Румунія. Тобто, визнає рішення Міжнародного суду. А в умовах, коли ми говоримо, що Росія на це не піде, то поки що Тогда за что цих остается умов... у мира? Что остается?
Та ви ж бачите, світ насправді ми можемо говорити, що в сьогоднішній його мейнстрім це от, да, те, що кажуть, реальна політика. І єдиний момент – це фактор часу. І треба дивитися, як буде розвиватися Но у нас події. нет времени, мы в центноте сейчас. Ну як, історично, я думаю, що перевага на Время стороні... идет в Крыму, вот в 2014 году. Я розумію, Да. да, але з точки зору історії, ну, перевага, мені здається, певна є там в Україні все рівно. Ну, тому що для Росії процес турбулентності, в який вони потраплять, коли все ж таки влада Путіна, вона припиниться, це буде надзвичайно складний процес. Тому що немає все-таки практики в Росії демократичної зміни влади. Тобто, так, коли міняється одна еліта на іншу. Все-таки в Україні ця практика, вона все-таки існує. Давайте к следующей теме. Давай. Две независимые лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ. Давайте послушаем. Результати дослідження спеціальних лабораторій Франції та Швеції підтверджують німецькі висновки. Незалежно від досліджень, що проводяться Організацією з заборони хімічної зброї, 3 лабораторії наразі незалежно один від одного надали докази отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Ну и в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального не прекращаются разговоры о том, что нужно в качестве санкции заморозить строительство «Северного потока-2». Вот верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода «Северный поток-2» в руках Германии, а не Европейского Союза. Давайте послушаем его цитату. Я повинен сказати, що комісія ніколи не демонструвала сильного ентузіазму з приводу «Північного потоку-2». Как вы думаете, что будет с «Северным потоком-2»? Повлияет ли ситуация с Алексеем Навальным на его завершение, на его строительство? Я думаю, що буде завершено. Ну, тобто, це більше питання далі намагання на цій темі європейців здобути певні, можливо, економічні бали і економічні дивіденди. Навряд чи ми можемо говорити, що європейці готові зараз відмовитися вже на цьому етапі від, скажімо так, завершення будівництва. І ви знаєте, якщо найбільш серйозніші речі не зупиняли це будівництво. Зокрема, Крим, зокрема, ситуація на Донбасі, можна ще й далі говорити, да? То навряд чи те, що трапилося з Навальним, попри безумовну повагу до людського життя, буде впливати на дії Російської Федерації. Трубопровод «Северный поток-2» подрывает энергетическую политику Европейского Союза изнутри и является особенно опасным из-за своего влияния на Германию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий в статье, опубликованной в воскресенье 13 сентября в немецкой ежедневной газете. Давайте его послушаем. Трубопровід зробить Європу залежною від поставок російського газу і дасть російським олігархам значні фінансові вливання. Однак найнебезпечніше в цьому те, що Росія під прикриттям економічної співпраці набуває впливу на поведінку одного з найбільш важливих в економічному та політичному планах партнерів по ЄС і НАТО – Німеччини. Михайло Гончар, експерт міжнародних енергетичних та безпекових відносин, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. Доброго дня. Как вы считаете, отравление российского оппозиционера Алексея Навального может повлиять на заморозку строительства «Северного потока-2» в качестве санкций против России? Я не перебільшував би значення ситуації з Навальним. Вона швидше є каплею терпіння, яка переповнює чашу. Тобто про санкції заговорили в контексті, я би так сказав, сукупності всіх діянь, злодіянь Росії. І не тільки, що стосується отруєння Навального, але і взяти ситуацію з отруєнням Литвиненка полонієм в Британії, зброярів Гебрєвих в Болгарії, справа Стрекалів і вбивство
грузинського громадянина чеського походження Хангошвілі в Берліні. Тобто все це переповнювало чашу терпіння, а ситуація з Навальним як зіграла роль каталізатора. Але тут доволі недозначна ситуація. З одного боку, Жозеп Борель має рацію, що Європейський Союз, як Європейський Союз, ніколи не підтримував проект «Північний потік-2» і займав завжди послідовну позицію його несприйняття. Але з іншого боку, зараз позиція Європейського Союзу нагадує позицію Страуса. Тобто замість того, щоб, власне кажучи, покласти край цьому проєкту, по суті, Німеччині дається карт-бланш вирішити питання щодо подальшої долі проєкту. Ну, мы вот с нашими экспертами, экономистами говорили на эту тему, как будет вести себя Германия. Значит, большинство из них говорит, что все-таки в вопросе выбора между экономическими выгодами и гуманитарными ценностями Германия будет достаточно циничной и выберет все-таки экономические выгоды. А вы как считаете? Поза всяким сумнівом, що вона так би це і зробила. Але є фактор американських санкцій. Вони нікуди не поділись. Більше того, Сполучені Штати чітко показали, що вони збираються ці санкції посилити. Більше того, я думаю, що найближчим часом буде відповідне звернення з американського боку до Німеччини і європейців все ж таки припинити цей проект. Але навіть якщо уявимо собі ситуацію, що те, що ми називаємо здоровий глузд, візьме гору в Німеччині, і цей проект буде припинено, то швидше він буде призупинений на деякий невизначений час, аніж просто припинений. І в цьому полягає така своєрідна проблема на подальше, що десь колись, в якомусь майбутньому, чи протягом кількох місяців, чи кількох років відбудуться зміни в Росії, і в Німеччині передусім згадають, що у нас є проект, з путінським режимом його не вдалося реалізувати із-за його неадекватної поведінки, а, мовляв, от з'явилась нова влада в Росії, давайте його реанімуємо і реалізуємо, тому що він у взаємних інтересах. Тому от така небезпека є, тому ми повинні докладати усіх зусиль спільно з нашими спільниками в Сполучених Штатах, в Польщі, щоб зрештою цей проект був знищений як такий. Ну, вот знаете, есть еще такая точка зрения, что из-за коронавирусного кризиса потребность в газе сильно уменьшилась, и какое-то время он может даже просто стоять пустым, этот трубопровод, и Германия может, ну, так сказать, играть на нервах и пытаться выторговать какие-то другие для себя условия. И вот так или иначе, вот эта заморозка трубопровода не очень-то и скажется на ее экономических провалах. Вот как вы считаете? Ну, поточна кон'юнктура на ринку нафти і газу вже призвела до, по суті, колосальних втрат Газпрому. Практично він за цей період з початку року недоотримав 2/3 своєї виручки, майже 2/3 традиційної виручки. Тому тут чим далі, тим більше проблем він матиме. Так що той, хто говорить, що це сильно не скажеться на економічному становищі Газпрому чи Росії, той глибоко помиляється. Дивіться, зараз Туреччина практично майже обнулила, мінімізувала закупки російського газу, переорієнтувалась на азербайджанський. В Німеччині не буде жодних проблем, якщо по Північному потоку-2 та навіть по Північному потоку-1 не буде поступати жоден кубометр газу. Скорочення споживання внаслідок пандемії коронавірусу носить тимчасовий характер. Тому не треба уповати на те, що споживання газу різко впаде. Особливо в період, коли здійснюється перехід до водневої енергетики. Газ – один з видів сировини мінеральної, з якої можна отримувати води. І німці напрацювали відповідні технології щодо цього. Тому певний попит на газ буде зберігатися. Інша справа, що трубопроводи, які набудувала Росія, вони не потрібні, вони надлишкові. І це економічно всі чудово розуміли. Тільки німці давали вигляд, що вони не розуміють і говорять, що це суто економічний проект. Дуже дякую вам.
Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, був з нами на прямому зв'язку. Ну а ми переходимо к следующей важной теме, а тема Беларусь. В это воскресенье, 13 сентября, в Минске состоялся новый масштабный марш оппозиции. Протестующие попытались дойти до резиденции диктатора Александра Лукашенко в Дроздах. Силовики на этот раз действовали более жестко, задержали свыше 400 человек. Зафиксированы случаи стрельбы с помпового ружья, были задействованы светошумовые гранаты, были и вовсе вопиющие случаи со стороны силовиков. Давайте посмотрим, что говорится без комментариев. Все это происходило на фоне надвигающейся встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и временно исполняющего президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи сегодня, которая длится в данный момент. Ваш прогноз? Чего вы ждете от встречи Лукашенко з Путіним? Тут є кілька сценаріїв. І там, один із сценаріїв – це створення чогось на зразок конфедерації. Союзне государство? Да, коли може зберігатися. Тобто конфедерація ж вона теж має різні варіації. Але в будь-якому випадку конфедерація передбачає це спільні збройні сили. Тобто це перший варіант. Другий варіант, коли це конфедерація на межі з федерацією. Те, що існує, наприклад, Європейський Союз, от дуже складно якби його форму встановити, тому що є ознаки як конфедерації, так і федерації. Це другий сценарій. Ну і третій сценарій, коли все лишається як є, тому що для Росії він може бути найбільш прийнятним з різних точок зору, тому що все-таки ті ж самі дані в цілому про те, що якраз відносно приєднання, умовного приєднання там Білорусі, немає такої ейфорії в Росії, абсолютно вже. Вже ж є певний історичний досвід, да? Що це дає насправді. Але, в принципі, не треба виключати, що якраз в Росії в Путіна може зіграти ірраціональний момент, і виходячи з усіх його, в тому числі там, психологічних таких установок внутрішніх, пов'язаних з тим, що Росія має бути там великою імперією. Тут але як воно далі буде, тут я не беруся говорити. Єдине, що безумовно те, що, скажімо так, от Лукашенко ослабне, це 100%. І далі це вже питання до самих білорусів, на що вони готові в цій ситуації. Давайте подключим к нашей беседе Дмитрия Бондаренко, политического узника, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь». Он с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте, Богдан. Дмитрий, извините. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, сегодня в Сочи прибыл Александр Лукашенко. Уже как 3 часа длится встреча Владимира Путина с Лукашенко. Чего ждете? Ничего не жду. Лукашенко что-то ожидает от Путина, он ожидает спасения, там, кредитов, помощи. Мы, белорусы, будем рассчитывать на себя, и сейчас будет зависеть все от нашей решимости, от мужества, от последовательности. Ну, я думаю, так будет. Ну, мы же понимаем, что где есть переговоры, там есть и торг. Что может, по-вашему, предложить Лукашенко Путину за ту поддержку, которую он сегодня, очевидно, ему оказывает и будет, наверное, оказывать впредь? Меня не интересует, что Лукашенко обещает Путину. Это без значения. Все будет зависеть от того, смогут ли белорусы продолжить еще протесты по украинскому сценарию еще на несколько месяцев. Я думаю, смогут. Я думаю, с каждым днем луканомика, как у нас говорят, разваливается. И готов будет Путин взять на себя бремя еще после Сирии, после Донбасса, после Крыма, после Ливии, после коронавируса в своей стране. Готов ли он будет взять еще вот эту тяжелую экономическую ношу, помня о том, что вот Советский Союз, который был гораздо мощнее, имел гораздо больше ресурсов, более мощную армию, и он все равно развалился. И вот Путин прикидывает,
Не станет ли это ноша смертельной для российской экономики и для него лично? А чего сегодня требуют белорусы? Белорусы на протестные акции выходят с бело-красно-белым флагом, что означает свободу. Да? Что сегодня для белорусов свобода? Ну, в этом случае, наверное, да, бело-красно-белый флаг и свобода, и независимость. Вот. И белорусы требуют отставки Лукашенко в первую очередь, проведения свободных выборов, ну и потом наказания тех преступников, тех бандитов в форме, которые убивали и пытали женщин, молодежь, интеллигенцию белорусскую. Вот. Это три основных требования. И то, что белорусы готовы сражаться за свою свободу и независимость, я думаю, они это доказали и опровергли очень многие стереотипы, в том числе и у украинцев, которые, в общем-то, до последнего времени говорили: не трогайте батьку, он хороший хозяйственник. Но оказалась реальность совершенно другая. Но вот вы, когда говорите сражаться, вы имеете в виду мирные протесты, правильно? Ненасильственную борьбу, сопротивление. Ну, я вот недавно говорил, что ненасильственное сопротивление это выбирали лидеры оппозиции, в том числе и я, и в том числе мои коллеги. То есть, да, мы шли путем ненасильственного сопротивления. Но после того момента, как внутренние войска и ОМОН стали входить в рабочие кварталы, я, например, в Минске, ну, мой родной квартал – это Серебрянка. Именно этот квартал оказал наиболее упорное сопротивление там, 9-11 числа вот этим карателям в форме. И когда они поняли, что они могут получить отпор, и эти люди отнюдь на ненасильственное сопротивление не подписывались, ну, то, в общем-то, они перешли к другим методам, к более осторожным на какое-то время. Ну и после заявления Путина о том, что он готов вести сотрудников внутренних дел в Беларусь, ну здесь уже действует военная присяга, и мы будем уже защищаться любыми способами в соответствии с воинской присягой, просто уничтожать оккупантов, так как поступают украинцы или поступали наши предки во время немецко-фашистской оккупации. Ну, если оценить силы и возможности, мы видим, что на стороне Александра Лукашенко вся вот силовая мощь силового ресурса. Есть вот некий вот этот мифический силовой резерв, о котором говорил Владимир Путин. Ну и, очевидно, вся пропагандистская машина России тоже на стороне Александра Лукашенко. А что есть у его оппонентов? Вы знаете, я служил в свое время оккупантом в группе советских войск Германии. Вот в Германии была миллионная группировка советских войск. В Польше где-то 300 тысяч, в Чехословакии, наверное, тоже 300 тысяч, в Венгрии еще столько же, в Монголии там было, на Кубе. И тем не менее, вот эта вся мощь, вот эта вся армада, она вынуждена была бежать. Выведены были все танки. Еще просили вот у оккупированных народов, чтобы они платили военные городки. Поэтому в истории вот так бывает, когда агрессор, диктатор не рассчитывает свои силы, думает, что он сильный, он может на что-то опереться, а потом наступает крах, и все радикально меняется. Вот мне кажется, для Лукашенко этот момент наступил, а для Путина вот этот выбор, если он решит поддержать своего врага, друга, да, то это может очень печально закончиться для России, потому что информационное пространство в интернете общее, россияне видят, как белорусы сражаются за свободу против диктатуры. Это все может очень быстро перекинуться на Россию, тем более, что образ врага из белорусов даже российским пропагандистам создать будет очень сложно. Ну а вы думаете, что Путин еще не определился, учитывая, что он уже оказывает свою помощь Лукашенко? Нет, он не определился. Это видно, что по заявлениям его пресс-секретаря Пескова, который делает такие противоречивые заявления. Недавно он назвал, например, избиение сотрудниками милициями
женщин в Беларуси, назвал это хулиганскими действиями. Вот. Ну и мне удается иногда смотреть там Соловьева, да, и я просто вижу, что они даже не знают, как еще относиться. Потому что вроде бы и на стороне Лукашенко, а с другой стороны Жириновский позволяет себе такие заявления, что Лукашенко должен немедленно уйти, иначе его просто убьют. Вот, поэтому видно, что Кремль еще решение не принял. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сегодня обратилась к президенту России Владимиру Путину по поводу его встречи с временно исполняющим обязанности президента Беларуси Александром Лукашенко. И вот что она сказала, давайте вместе послушаем. Я хочу нагадати Володимиру Путіну, що б ви не прийняли і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі, це не буде мати законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом. Вот что сейчас с белорусской оппозицией? Неужели белорусская оппозиция сегодня рассчитывает на Путина? Я хочу сказать, что Светлана Тихановская является выбранным президентом. За нее проголосовало 80% белорусских граждан. Но она не является лидером белорусского народа и не является лидером белорусской оппозиции. Настоящие наши лидеры — это и муж Светланы Сергей Тихановский, и Микола Статкевич, Павел Северинец и Виктор Бабарыка. Это те люди, которые, если бы они участвовали в выборах, ну да, они выиграли бы у Лукашенко. И они лучше были бы готовы к роли руководителя. Но то, что сказала вот Светлана Тихановская в данном моменте, я полностью поддерживаю и согласен с ее каждым словом. Но ситуация у нас такая была, что наши лидеры настоящие сидят в тюрьме. Некоторые лидеры находятся в эмиграции. Но Светлана, она продолжила дело мужа, она очень серьезные такие сделала шаги, в том числе внутренние, психологические шаги сделала. И сейчас выглядит достаточно достойно. Но ожидать от нее, что она будет лидером народа, нет, мы люди, ветераны, скажем, оппозиции, мы на это не рассчитываем, мы должны ее поддерживать, она имеет международные контакты, может представлять белорусов, безусловно, но решать будет белорусский народ, решать будут стачкомы, студенческие стачкомы, решать будут лидеры микрорайонов Минска и тех городов, где люди восстали и выходят на протесты. Сегодня другие лидеры будут определять судьбу Беларуси. Но Скажите, Светлана — символ. Вот последний вопрос. Сейчас бытует такое мнение, что идет процесс создания союзного государства Беларуси и Российской Федерации. Вот в случае, если действительно такое союзное государство будет создано, а Путин Лукашенко даст там какую-то должность и объявит его там каким-то сенатором, как будет реагировать белорусский народ? Ну, формально союзное государство озвучено, и оно существует уже много лет на бумаге. И сейчас Беларусь и Россия намного дальше от этого союзного государства, чем были 5 лет назад, год назад или 10 лет назад. Потому что, ну, представьте, в стране идет итальянская забастовка, то есть планы, которые доводятся до предприятий, выполняются на 25, в лучшем случае 50%. Да. Люди отказываются выполнять решения власти. Сотрудники милиции в форме боятся появляться в районах. О каком союзном государстве? Лукашенко ничем не управляет. То есть, да, он президент ОМОНа, как сейчас говорят, но этого очень мало, потому что восстала вся страна, этого не хватит. Поэтому вопрос открытый.
Мы будем разговаривать и с Россией, мы будем разговаривать с Западом, но это не будет разговор отнюдь о союзном государстве. Спасибо. Дмитрий Бондаренко, политический заключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», с нами был на прямой связи. Дуже дякую вам. Що скажете? Ну, мені здається, що все-таки білорусам ще треба пройти певний шлях для того, щоб усвідомити теж певні речі, пов'язані з тим, що в тому числі революція все-таки передбачає певну жертовність. От я не можу ніяк зрозуміти, чи сприймаються білоруси і, знаєте, ну, в низці там сучасних конституцій, які там приймалися, ну, наприклад, основний закон ФРН, Конституція Словаччини, там є таке поняття право на опір. Так от, право на опір – це не насильницький спротив, а це не опір. Тобто нормальна, здорова реакція, мені здається, будь-якої людини, якщо її б'ють, все-таки захищатися, не просто там підставляти локті, руки, да? А, мабуть, і чинити інші дії, спрямовані на те, щоб знешкодити того, хто тебе б'є. От доки це білоруси не усвідомлять, мені здається, ситуація не поміняється. Так, Ну, як ви от собі це це бачите. Ви ж розумієте, от дуже важливий історичний такий аналогія, да? Ці всі ненасильницькі спротиви – це класно, це супер. Тільки хай треба зважати на те, скільки вони тривають перед тим, як досягають своєї мети. От, наприклад, санкції відносно режиму апартеїду в Південно-Африканській Республіці були введені всіма європейськими державами, світовими державами, причому санкції дуже потужні. Заборона експорту, купівлі відповідно алмазів, а це була основа економіки. В 1984 році, а сам режим апартеїду, він впав тільки на початку 90-х. А насильницький спротив, не насильницький, даруйте, він ще значно раніше почався. Ну, тобто, скільки там років вже перед тим Нельсон Мандела сидів теж з ідеями там ненасильницького спротиву, в тому числі. А как долго в Беларуси будет вот это последовательное Ну, ненасильство? дивіться, в принципі, за статистикою, ну, звичайно, І це приведете середня на результат. така температура по кімнаті, да, Буквально але минуту. да, це такі акції, вони тривають 6-8 тижнів. І повинні бути результативними. Якщо вони в цей час не є результативними, то шанси на те, що далі відбудеться зміна за рахунок них, в короткій перспективі різко зменшується. То есть Лукашенко будет это все сводить на нет, Тянутый вплоть до час, того, да. что вот эти протесты будут полностью маргинализированы. Ну, локалізовані, я б сказав би краще. Спасибо большое. Александр Москалюк, политолог, эксперт з конституційного права, был гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Ну, а я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на 5 минут. А далее в этой студии будет народный депутат Украины, фракция «Голос» Рустем Умеров. Не пропустите Коршничек. Яша yaşımızda erkun çeşit türlü hadiseler olup geçe. Çeşit türlü problemler ve sualler peyda ola. Allah'ın yüce kitabında ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde mutlak cevap vardır. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ey Muhammed! Sana bu kitabını indirdik ki ayetlerini düşünsüler ve akıllı olanlar ansınlar. Akşam saat 16'nı 15 dakika geçkende ATR telekanalında Mübarek Cuma günü canlı efirde ana tilimizde subetleşmeye sizni davet etemiz. Чем обернулись первые походы Девлета Герая на Москву? Какую роль играли в его жизни первые дамы Бахчисарайского двора? И как складывались отношения с главным союзником ханства – королевством польским? Смотрите в программе «Алтын-Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 сентября, в 17:35 на телеканале АТР.
Девлет-Герай I, часть 3. Его образы Крыма первой половины 19 столетия хотя бы раз видел каждый, однако далеко не все знают, кто их автор. Поражает удивительное мастерство художника, который сумел воссоздать гармонию природы и человека, органично вписанного в этот восхитительный ландшафт. На полуострове художник Карло Бассоли провел 3 плодотворных творческих года, создал большой цикл работ. Ему удалось запечатлеть едва ли не все значимые крымские места, от Евпатории до Керчи и Перекопа. Пейзажи и достопримечательности Крыма Карло Бассоли. Смотрите в субботу, 19 сентября в 18:00 в новом сезоне программы «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Ecdodlarımız Qur'onni anglamak uchun arab so'zlarini o'qimaga boshladilar. Aytdilarki, ularni bu kitoblardan uzoqlashtirmak kerak. Ne yaptılar? Ular harflerini deniştirdi. Bu topraklar bir zamanda Kırım Han topraklarıydı. Eski adı onu Sarı Kirman. Kırım Hanlığının garnizonu vardı. Rossiya imperiyası kelgenden sonra qara bir sayfeler başlandı. Bu yavru memleketine ellerinde. Bahçesaray'daki olan zincirli medrese ondan çok alimler, şeyhler peyda olup şehirlerde, büyük yerlerde çalıştılar. Bizim halkımız çok felaketler başına geldi. Kırım topraklarımız bir camisiz kaldı. Kur'an'ı okumağa bilgen adam kalmadı Kırım'da. 50 yıl bizim topraklarımız ezansız yaşadı. Bizge bu zulüm getirgen memleket o'zi gayb oldu. Denişimiz Allah'ın aytgan sözü ve halkımız da zafer kazanır, galibi görür. Navbatdagi musafirimiz arab tili va edebiyoti mutaxassisi imom va mulla Ibrohim Ibragimov. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? О жошкун далгалар, yüкселмейм чоқ. Yol derin geçeyim, gideyim çabuk. Gözleri yoldadır, anneciğimnin. Yanımda olup dey, okşayan yok. Ey coşkun dalgalar, küskün mısınız? Siz benim aşkımdan ustun musunuz? Vatan uğrundayım, geri dönemem. Söyleyin, siz benim azmimden uskun musunuz? Ey coşkun dalgalar, ah köpüklerden korkar mı korkmagan kan köpüklerden? Durulun deyim, sükunet bulun. Yurt aşkısızı yorup ta iliklerden.
Селям алейкум, мираба, хайрлы акшамлар, сайгылы ТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасын серетесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам. Вады еткенім кебі студиямызға невбетеке мұсафырымыз тешриф бұйырды. Голос фирқасындан милет векелі, құрылтай делегесі Рустамбей Умеров. Селям алейкум, хош келдіңіз, Рустамбей. Сайғылы достар, сіз де бізім яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим етежектір. Мен сізні мерақландырған суалеріңіз пейда олса, бұйырыңыз бізім студиямызға телефон açınız. Сізін сесіңіз бізлер үшін пек мұйым. Бұл студияда яйынны келіңіз бері-бер алып барайық ве суалеріңізні лүтфен сеслендіріңіз. Ве Рустамбей, мен шымды бізім мұхбирамыз Роман Спиридонов яйынымызға бағламаға теклиф етем. О Қырымда өзберген сонки ве ен актуаль хаберлер ақында бізге шымды біраз қысқадан тариф етер. Роман, селям алейкум, тариф ет, заман информацион программасында не ақта аңлатажақсыз. Алейкум селям. Ну, я начну с анонса, с главного. Наших выпусков станет больше. Теперь, кроме «Заман» на крымско-татарском, выйдет в эфир буквально через 37 минут выпуск на украинском с Юрьянесей Тумеровой. Смотрите, будет много интересного. О том, что будет, я вкратце, конечно же, сейчас расскажу. Это будет история о том, как в оккупированном Севастополе делали вид, что выбирают губернатора. Там назначили старого нового главу города Михаила Развозжаева. О непризнании этого незаконного голосования заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Нас поддержали в Евросоюзе. Там заявили, что это голосование не имеет никакой юридической силы. И никого избранного из оккупированного Крыма там не признают. Вот о том, как проходило это голосование, мы расскажем в выпуске «Заман». Поговорим о критической ситуации в воде. Из кранов в Симферополе течет канализационные стоки. А в Севастополе, нынешней базе оккупантов Черноморского флота, наоборот, воду подают без перебоев за счет ограничения водоснабжения в соседних селах и поселках. Мы выяснили, почему так происходит. В прокуратуре Украины подсчитали ущерб, предварительный ущерб нашей страны из-за оккупации России полуострова. Это колоссальная сумма, она сопоставима с годовым бюджетом Украины, который сегодня утвердил Кабинет министров нашей страны. О том, что это за сумма, узнаете буквально уже через полчаса. Расскажем о том, что Главное управление нацполиции в Автономной Республике Крым задержало, задержал это мысли, которые хотелось бы, конечно, чтобы стали реальностью. На самом деле пока только предъявила подозрение, сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования так называемая самооборона Крыма, который в феврале-марте 2014 года во время оккупации Крыма служил в так называемой самообороне. Он с оружием контролировал въезд в Судак, проверял документы и обыскивал авто. Его также подозревают в задержании украинских граждан. И вот эта санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества. Прокуратура не сообщает имени подозреваемого, но по информации Центра журналистских расследований речь идет о Подгороднем Сергее Сергеевиче, 57 года рождения. И вот самооборонец объявлен в розыск, не задержан, к сожалению. Наша редакция следит и за судьбой Владимира Балуха, бывшего политзаключенного Кремля, которого нашли избитым 8 сентября. Он стабильно тяжелый, об этом сообщила Нардия Пирина-Геращенко. Сейчас он находится в реанимации Киевской больницы скорой помощи. Его прооперировали, сейчас он без сознания. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственного дыхания. У него, напомню, тяжелая черепно-мозговая травма, перелом ключицы и руки. На бывшего политзаключенного напали вечером 7 сентября, когда в годовщину большого обмена, когда удалось из российских застенков освободить 35 украинских граждан, среди них был и Владимир Балух. В Министерстве внутренних дел сообщили, что дело на личном контроле министра Арсена Авакова, но до сих пор следователям не удалось поговорить с Владимиром Балухом, потому что он без сознания. Будем говорить о ситуации с коронавирусом на полуострове. Там сегодня новая жертва и новый антирекорд по количеству заболевших. Ну и в конце, конечно же, расскажем приятную новость. Режиссер Ахтем Ситаблаев стал лауреатом премии имени Василия Стуса. Автор фильма «Хайтарма» киборги наградили за особый вклад в украинскую культуру и гражданскую позицию.
церемония награждения прошла в музее Шевченко. О том, как воспринял награду режиссер, узнаете из нашего выпуска. Я напоминаю, уже буквально через 33 минуты украинский выпуск с Юрьей Ситомеровой продолжит рассказывать о новостях из Крыма. Роман, айнен сенің тариф еткен хаберлеріні біз шымды лаф етерміз, музакер етерміз, сағыл бізнен бағланып хаберлер ақында тариф еткеніміз үшін. Іште сув ақында Роман Бей да тавсиятлы же біздерге айтып берді. Аққатенде ишғал етілген Қырымда сувнен вазиет пек яман ве созде сабық Русияның қойған бұл прокуроры Наталья Поклонскаяның айтқанына көре, о санки дерсін Бірлескен Миллетлер Тешкилатының инсан ақлары бойынша комиссар темсилжісіне сув ile бағлы бойлы хаберлеріні топлап, енді бұны бермеге азыр екен Бірлескен Миллетлерге. Бұл ақта Мишель Бачелеттіке, хусусан келін соның не айтқанын деңлейік ве субъектімізні бұл мевзу бойынша башлайық. Виправдання українською стороною свого злочину виглядають безглуздо. Посилатися на свою непричетність до присутності питної води і закликати Росію самостійно вирішувати питання доступу до неї після того, як самі незаконно перекрили воду, що надходить до Криму через Північно-Кримський канал, з міжнародної, а не приватизованої кимось річки Дніпро, тримаючи руку на кранику, є шантажем і дуже нагадує поведінку звичайного злодія на лаві підсудних з невдалим адвокатом. Рустамбей, мына су вақында лаф етерміз, мана шынды муарерлерімнің айтқанына көре, Эрвин Ибрагимовның анасы біздің студиямызға шымды телефон açқан. Лиля ханым ве Галиба сізге бір қач суали бар. Лиля ханым, селям алейкум. Eşitесіз ма? Селям алейкум, селям. Canlı yayından siz buyurunuz. Украинада, Кырымда. Buyurunuz, dinleyeyim sizni canlı yayındasız. Men bir Ervin konusunda bir soracak edim. Belki arkadaşlar bu kaçırılgan ballar. Bunların işleri ne vaziyette, ne olacak? Kim yardım etme olacak? Hayırda bu ballar? Onu bir Rüstembe'den soracak edim. Belki bu bir el uzatır, bir yardım olur. Bu ballarga. Belki bir yerde tutadırlar bu balların. Bilmeyimiz de onun için dedim bir telefon. Sizin gördüm de televizörde dedim bir bir laf edeyim, bir sorayım dedim ettim. Çok sağ olunuz. Sualiniz için anladık. Ervin Ibragimov'un anası Leyla Hanım bizle şimdi canlı Bağday'da bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası Ervin Ibragimov malum olğanı ki bu sayılı arkadaşlar 2016 senesi gayip oldu. Ne dersiz sualge? Başta Leyla Hanım'a selam aleyküm. Leyla Hanım dün gece Mustafa Ganen, Aktama Ganen bir toplaşu yaptık. Ervin konusunda Nariman Bey Celal da var idi. İnşallah bugünden itibaren Nikolay Polozov onun hukuki işlerini alıp aralacak. Bu bir. İkincisi biz Kıdırmağa devam edeceğiz. İnşallah onun da sağ olmasını niyetindemiz. Ama ancak bu meselenin hukuksal olarak yani Nikolay alıp varacak. Bunun haber Bekim Nariman Bey sizge yeter ama bizden de madem soradınız direkt cevaplayayım. İkincisi politik tutsaklar ya da mabuslar konusunda bir uluslararası partnerlerimizle bir işbirliğimiz var. Biz o listelerimizi onlara ulaştırdık. Umarım bekim en yakın zamanda bir netice almaya tırışacağız. Çünkü gelecek 1-2 hafta içinde bu müzakereler aktif şekilde alıp varılacak. Bu siyasi mabuslarının adları ile cedveller doğru mu? Biz bütün 120 adamın listesini verdik. Kimge? Ancak Türk tarafına verdik. Şimdi Türk tarafından inşallah eğer onlar yardımcı olsalar biz aynı şekilde hem Avrupa hem Amerika Koşma Ştatlarına da rica ettik bu mabuslarımızın çıkartsınlar deyip. Ama 2 hafta içinde belki daha detaylı haberler gelirler. Türkiye derken yani Türkiye hükümeti vekillerine Erdoğan ya da başka onun yanında olan temsilcilerge? Biz onu aslında Ukrayna devlet kanallarından takdim etken edik. Ama aytkanım gibi gelecek belki 2-3 hafta içinde böyle bir ziyaretlerimiz planlaştırıla bu tarafa.
İnşallah bunu burada masaya koyup aktüelleştireceğiz. Bu ziyaretler Mustafa Ağa'nın beraber mi planlaştırıla ya da böyle bir bilmem milletvekillerinin delegasya gidecek? Niyetlerimiz var. Bekim devlet müessesinin beraber, yani devlet vekillerinin, bekim Cumhurbaşkanı da ozu ziyaret etmeye niyeti var. Ancak aytkanım gibi 2-3 hafta içinde bunlar daha netleştirecek. Yani kim anda varacak, ne konuşulacak meselesinde siyasi tutsaklar, siyasi mabuslar illaki bir konulardan birisi olmaya niyetimiz var onu koymaya ajandaga. Ama kim ziyaret edecek daha belli değil. Mana bu siyasi mabuslar meselesinde benim böyle insight malumatlarıma göre siz bu meselelerle uğraşasınız. Yani siyasi mabuslar meselesi ve prezident ofisinde Andrei Yermak'la bu meselelerini müzakere ediyoruz. Doğru mu? Doğru. Şimdi şunu soramağa isteyeyim. Siyasi mabuslarının azat etülüf meselesinde Rusya'nın anlaşmalar şimdi alıp barıla mı? Yani çünkü biz bilemiz Donbas boyunca Minsk'te, Donbas'taki tutsaklar hakkında laf etili ama Kırım siyasi mabusları ile bağlı bir müzakereler alıp barıla mı Rusya'nın? Ben tarihsel olarak sizge aytayım. Zelenskiy Cumhurbaşkanı olgan son bizde bilgeniz gibi geçken sene Avgust ayında bir görüşmeler oldu. O vakitten son biz birkaç kere görüşme yapkan edik ve bu görüşmelerde her vakit politik tutsaklar, mabuslarımız söz konusuna ya da müzakere etilgen edi. Bizge son yani noyabr aylarında bekim bir partiya bizim mabuslarımız çıkacak dep aytıldı. Ofis, Cumhurbaşkanı ofisi tarafından. Bu noyabr ayında? Geçken noyabr ayında. Son ertelendi denildi Şubat ayında, fevral ayında bekim çıkmani böyle bir teşebbüslerimiz var. Olmadı. Nisan-April ayında aytıldı. Neden ertelendi? Farklı nedenlerinden Rus tarafı onu de başta koydu. Yani çıkartacağım dep aytı. Son değiştirdi fikrini. Yani bu Ukrayna tarafının bu mabuslerle ilgilenme konusu değil de Rus tarafının fikir değişmesinden olayı. Son kere görüşkende yani 18 Mayıs'ta bildiğiniz gibi görüşken edik resmi olarak. O vakit de yana da tilge getirildi, yana da müzakere edildi ve ondan son endi Cumhurbaşkanı ofisi kapalı bir şekilde bu müzakerelerini alıp varmaya başladı ama bir tarih de vermedi. Biz yanı politik sezonu başlaganı için dünyada evvelsi gün Andrei Bey'le bağlanğanda aytdım bizim liderlerimiz olarak görüşmek istedik Cumhurbaşkanı'yla. Bu görüşme esnasında siyasi tutsaklar, mabuslarımız laf edilmesi gerek. Bizim kanun leyhaları var, siyasi tutsaklar meselesi var, sosyal konular var. Bunu müzakere etmek istedik. Çünkü yanı sezon başlaganı için bunu aktüelleştirmek istedik. Burada uluslararası camiada ne gerek olsa, ne destek gerek olsa partnerlerden şimdiden bir isteme arzusunu bilgilendireyik dep yazgan edim oğa, laf etken edim. İnşallah bu günlerde bir cevap bekleyik. Nasıl cevap bekliyorsunuz? İnşallah umarım müsbet olur. Bu zamana cız bir kaygım yok idi. Onun için inşallah en yakın zamanda bir görüşme olacak. Mana Türkiye'nin de bu mesele boyunca bağlarınız olğanı hakkında aytkan ediniz. Çünkü Türkiye'ni koz oguna alacak olsak Erdogan'ın yardımı ile zaten iki siyasi mabusumuz azat etilgen edi. Bu sefer sizin düşüncenizge göre diğer siyasi mabuslarımızın azat etilmesinin ihtimali ne kadar? Çünkü mana çarşamba günü 8 vatandaşımızga endi çıkaracaklar demek fermanını işgalciler. Yani da umumen 147 yıl hapis cezasını talep etti işgalci prokurorlar. Şahsi fikrimi aytayım. Türkiye devleti bu konuya destek verse şansımız pek yüksek. Ama Türkiye devletinin devletçilik sistemi devletler arası çalışır. Ne demek isteyeyim? Eğer Ukrayna Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhurbaşkanı'na ricada bulunsa, yani bu konuda destek verme konusunda ricada bir daha bulunsa, ben düşüneyim Türk tarafı bunu neticelendirir. Benim şahsi fikrim bu. Çünkü geçen sefer aytkanınız gibi Akdemağ'ın il azat edilmesi konusunda Türkiye'nin büyük bir rolü var idi. Ama o vakitte Sayın Poroshenko Cumhurbaşkanı idi. Ricada bulundu.
Çünkü Ruslar bizden direkt laf etmek, müzakerelerde bulunmak istemediler mabuslar konusunda. Onun için Türkiye üzerinden bu müzakereler alıp varıldı. Ve şahsen iki adam çıktı. Dolayısıyla bizim endi yolumuz belli. Ukrayna Türkiye rica edecek. Türkiye bunu müzakere edecek Ruslarla. Eğer başarılı olsa mabuslarımız çıkacak. Bu benim şahsi fikrim. Екі taraflı müzakerelerine көз өгіне алacak olsak mına hem Türkiye tarafın istikametinde yapılgan faaliyet hem mındaki müzakereler istikametinde yapılgan faaliyetine göz өгіне alacak olsak. Yani yılga kadar sizce siyasi mabuslarımız azat edilebilir mi? En son böyle aytayım. Rusya'nın politik bu kararını alacak adamlarga bu konular gelecek, yani yıl sonuna kadar laf edilecek. Nasıl bir cevap alınacak bilmeyeyim. Ama ben bileyim ki maksimum olarak bu kararlaşma sonuna kadar gelebilir. Ya hayır aytırlar gelecek senege ya da elbette aytsalar demek ki çıkacaklar. Ama en azından bu konu konuşulacağında bir şüphem yok. Yani en son nokta meselesi yıl sonuna kadar olur. Geçenlere sizin de malumatınız vardır. Sabah Ukrayna Prezidenti Ofisi'nin yolbaşçısı Andrei Bogdan çok büyük böyle 4 saatlik interview verdi Gordon'a. Ve demek bu interviewsunda Kırım hakkında da biraz laf etti. Geliniz dinleyin küçük bir fragmentini. Что это за 13 пунктов, которые пообещал выполнить россиянам Андрей Ермак? Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. И там непонятно, есть 12-13 пунктов, то ли 12, то ли 13, не знаю. Но в это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий. Мы вам корабли, вы нам воду в Крым. Мы вам пленных, вы нам прямое авиасообщение. Мы вам $3 миллиарда по решению суда. А вы нам что-то. Это утопия? Это, конечно, это утопия. Но смотри, вот я точно знаю, в этом перелике подразумевалось увольнение всех прозападных политиков. Так оно уже идет? Оно уже заканчивается. Остался один Аваков. Sizce bu 13 noktadan ibaret olgan cedvel hakikatinde var mı? Yani olmasına ihtimal veresiz mi? Birkaç gündür bana soraylar, baktım, izledim. Ben izlemedim, birinci kere onu bakayım. Çünkü 4 saat vakit ayıracak yollardaydım, regionlarda. Onun için aslında bu günlerde bakacak edim onu. Bir kere müzakere masasında bulungan edim. Rusların cevabı olur, biz sizge resmi olarak bunu takdim ettik mi yok mu? Çünkü bu aslında politiksel müzakereler. Onlar aytırlar. Biz bunu sizge takdim etmedik. Ukrayna tarafı takdim etti mi onu resmi olarak? Ukrayna da aytır yok. Ama var olma ihtimali var mı? Bencesine olabilir. Onun için ben resmi kaynaklarga göre bunu eşitmedim. Tek aklıma gelgen meseleler geldi. Ben milletvekili olarak şahsi zapıtta bulunabilirim. Yani şahsi dilekçe verebilirim. Bu gerçekten yani mass medyada eşitilgen meselelerde bir en azından ofisten bir cevap almak isteyeyim. Bu aklıma gelgen edi. Ama aytkanım gibi bunu izlemek sonuna kadar isteyeyim. Son milletvekilleri ne hakları var olsa onların kullanacağım bunu öğrenmek için. Çünkü böyle bir mesele var olsa mencesine milli güvenlikке aykırı bir mesele.
Bunu illaki araştırmak zorundamız. Savcılık da buğa baksın olmasa. Çünkü ne için bunu biz suv meselesinden aslında başlagan edik yayınımızda. Çok suları ayta ki hakikaten bugün Ukrayna siyasetçileri ve memurları sırasında yani Zelenskiy'nin firkasından olganlar böyle Kırım'a suv vermek istegi veya fikirleri olganı haqda beyan eteler. Siz bunu eşitesiniz mi ve sizin bu mesele boyunca pozisyonunuz nedeni var? Aytxanim gibi onu birkaç kere eşitken edim ama resmi laf edilecek olsak gayri resmi değil de yazılı olarak Ukrayna tarafı bunu Rusya'ya sungan edim. Rusya Ukrayna'ya sungan edim meselesine gelecek. Mencesine öyle bir şey yok edi. Ancak politiksel olarak laf etildim birisi tarafından ihtimal var. Aytxanim gibi ben resmi adam olganım için resmi evraklara bakmam gerek. Milletvekilleri Sluga Naroda'dan çok sefer aytdı. Aytxanim gibi aytmak mülkün. Onlar her şeyini aytıylar. Çok şeyini de uyduruylar. Onun için ben bu tarafta eşitme bile olsa reaksiyon veriyik her vakit. Yani Başbakanlığa yazayıq, Başbakan ofisine yazayıq, Cumhurbaşkanı ofisine sorayıq. Yani çünkü aytxanımız gibi bizge milli güvenlik meselesi ve Kırım Tatarlar olarak bizge bu aykırı bir mesele. Yani su verilme tek aneksiya, okupasiya bitken son olacak. Edem Ağa Dudakov bizle şimdi bağlandı. Geliniz onu selamlayıq. O bizge Kırım'da suv ile vaziyet neden ibaret olganını kıskadan tarif etir. Edem Ağa selam aleyküm. Aleyküm selam. Edem Ağa, şimdi hakikaten demi Kırım'da suv ile bağlı vaziyet pek yaman. Ahır Ahmeçit rayonu bu Sudak'tan Aluşta'ya kadar son bu Şimali taraf suyun pek kıyın. Ahmeçit'te günde 2 kere verilir. 3 saat sabah, 3 saat akşam. Rayon boyunca 1 kere verilir. 3 saat akşam. Bazı yerde 2 saat verilir. Bunun içinde 1 saat toplu su akay. Bunun için şehrin içinde böyle bir yonküsler koyuldu. Anda şu tarz şeyler, gerekli suları alıyorlar. Ve şimdi bu su çıkaran firmalar bayağı kazanıyorlar bunda. Çünkü adamlar içmek için su pek çok almaya başladı. Sağ olun Edem Ağa, bizden bağlanıp bu malumatını aydınlatkanınız için Edem Dudakov, Cemaat Erbabı ve Kurultay Delegesi bizle canlı Bağday'da teşekkürler. Hakikaten de Edem Ağa'nın da kaydetkenine göre şimdi pek ağır bu suvnen vaziyet. Nasıl etip Ukrayna bu vaziyetini bugün kullanabilir? Siyasi tutsakların mabuslarını çıkartmak için kullanabilir ama yana da vermeyiz. Yani bu su meselesi bizim iç güvenliğimiz, dış güvenliğimiz, güvenlik meselesi, milli güvenlik meselesi. Bizim şartımız Rusların anda çıkma meselesi olabilir. Çünkü bizim arkadaşlarımızın, mabuslerimizin çıkarılmasına su gerek mi? Onlar bir suç işlemediler. Onlar tek Kırım Tatarları olganı için içerideler. Bunu zaten vermek zorunda. Ama su meselesi Ruslarından çıkacak. Bütün repatriasyonu bizge tölecekler. Yani ondan sonra uluslararası mahkemelerge varacaklar. Biz de demilitarizatsiya yapkan son öz hükümetimizin bütün enstitülerini anda kurgan son tabii yani su meselesi bizim zaten toprağımız olacak. Bu bizim isteklerimiz. Hakikaten de biz bunu isteyimiz ve bu yönelişte ama ne yapıla degen sual de peyda ola. Çünkü sonki vakitler bunu 6 yıl endi oldu. Hakikaten de 2014 senesi doğulgan ballar endi mektepke bardılar ve onların başlarına başka Rusya kanunlarını, Rusya'nı aşlayacaklar ve biz bunu bilemiz. Yani bir nesilini endi joymağa başladık. 6 yıl geçti. Kırım meselesini alacak olsak, Donbass'ını laf eteler, bilmeyim Normand kuruşu ola, şu ola. Ama Kırım ne içindir? Böyle faal şekilde aydınlatılmay, laf etilmey ya da biz bunu görmeyimiz bir şey yapıla. Ne ola şimdi Kırım'da bir şey yapıla mı Kırım istikametinde? Kırım'dan başladı, Kırım'dan bitecek. Bu ne olursa olsun. Çünkü Kırım kaytkan son Donbass'ta kaytır. Kırım kaytmasa Donbass'ta bitmez.
Onun için bu hususta şimdi devletçilik fikri olgan politikacı az bizde. Herkes politikacı gibi davranan. Ha, benim partiyam benim. Ama devletçilik, gосударственник meselesi yok. Bazı şuur yok. Yani devletçilik şuuru yok herkeste. Herkeste değil de çoksunda bazı adamlarda ya da politikacılarda devletçilik şuuru yok Kırım Tatarlar gibi. Biz bu meseleye devletçilik meselesi gibi bakayıq. Onun için aytıyıq yani Kırım stratejiyası gerek. Kırım'ın deokupasiya stratejiyası gerek. Reintegrasiya stratejiyası gerek. Bu meselede devlet bir şey yapmak isteyeyim. Yapmak isteyeyim. Aklı meselesi değil de bilgisi yok, tecrübesi yok. Burada Ruslar bütün platformalarda Kırım meselesi hariç her şeyin laf etirler. Ama Kırım meselesi olganda ne Ukrayna tarafını, ne Avrupa tarafını, ne Amerika Koşma Ştatlarını, ne Türkiye'nin laf etiler. Mencesine bunun yaptırım ve baskı meselesine belki onların müzakere masasına oturturuz. Nasıl etip sizin düşüncenize göre Rusya'ya tesir edecek nasıl bir yaptırımlar yani sanksiyalar var? Maksimum olarak ekonomiksel, finansal, son endüstriyel sanksiyalar, maksimum SWIFT, petrol gaz meselesinde yani almamak, yani yaptırımlar meselesi, sanksiyalar meselesi yani çok yıllardır bilinen bir mesele. İran'da 40 sene sürdü. Ama ne olursa olsun yani vazgeçmiyor bazı meselelerden. Ama bizim 40 senemiz yok. Doğru. Ben de diyeyim yani Ukrayna'nın teşebbüsü daha da ağırlaşan. Bizim dış politikamız var. Dış politikada, iç politikada baskı yapıp yana da öz yani milletvekilleri desteğinden ya da politikalar desteğinden Amerika'ya, Avrupa'ya ricada bulunmamız gerek. Bilemiz ki Amerika Birleşken Devletleri'nin katinde kolunda Rusya'ya tesir edecek çok ve güçlü mekanizmalar var. Ve bunu hepimiz bilemiz. Ve şimdi biz bilemiz da prezident seçimleri olacak. Belki de yani siz Mustafa Ağa'nın yanında çok devletlerge bargan etken bilgen insansız. Belki de Mustafa Ağa Joe Biden'le konuşsun. Nasıl düşünüyorsunuz? Bu yaptırımlar, bu meselede biz Mustafa Ağa'nın, Rifat Ağa'nın böyle bir yaklaşımda bulunduk. Şunu iki kandidat'a ya da onların partilerine Kırım Tatarları olarak öz fikirlerimizi Kırım meselesinde ve Amerika Koşma Ştatları ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kırım meselesinde açık bilgilendirmek adına Kırım Tatarlar tamır halkı olganın bir vizyonunu anlatmak isteyik ve bunu yakında hazırlap onlara teslim etmek isteyik. Yani yollamak isteyik bilgilendirme notu olarak. Çünkü kim kazanacak, demokratlar mı, cumhuriyetçiler mi onu bilmeyiz. Onun için biz böyle bir basamak kullanmak isteyik. İkincisi, eğer seçimler olgan son Dışişleri Bakanlığı tarafından bu Kırım meselesini vice-prezident seviyesinde illaki müzakerelerge ya müzakere değil de konuşup bunu anlatmak niyetimiz var. Onun için bunu aslında reisimizle de liderimizle laf etildi. Bu böyle bir niyetimiz var. Buna da birkaç minut. Ne yazık ki çok vaktimiz yok. Benim ise suallerim çok. Ne yazık ki. Bakınız. Ya bu 3 kanun leyhası ne oldu şimdi? Onu ben bilem ki galiba endi fraksiyalar tarafından verilmesi planlaştırılıyor. Ya da kendi de Zelenskiy'nin daha 4 yıl bekleyeceğimiz. Yok, bu aslında 238 sene beklenildi. Son 6 ay içinde ya da 1 sene içinde çözülecek bir durum yok. Bunda istikrarlı olmamız gerek. Çünkü herkes öz kafasına göre yürüseydi, ben de milletvekilleri yürüseydim, demek ki öz milli hareketimizge saygısız davranırdım. Bizim milli hareketimizde bir karar algan edik. Bu kanunlarını sunmak için rey gerek. Mustafa Ağa, Rifat Ağa böyle bir fikir verdiler. Bu devlet politikası olsun deyip, Ukrayna devletin Cumhurbaşkanı fark etmez. Poroshenko olsun, Zelenskiy olsun, onu sunsa mecliske, yani Verkhovna Rada'ya sunsa, biz hem destek alarak hem de büyük bir signal vermiş olarak. Ama Zelenskiy'nin sunacağı yok galiba. Bu 2 gün evvel ya da birkaç gün evvel Andrei Bey'in bunu laf etkende, bunu da laf etken edik. Dedik ki, madem siz bunu birkaç kere anlatkan ediniz gazetecilerge, bizge, yani devlet
adamları olarak, Cumhurbaşkanı ofisi olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak onu sunacağınızı aytkan ediniz. Rica ettik ki bir konuşayım. Çünkü politiksel sezon başladı. Eğer siz sunmasanız demek ki biz plan B'ye geçerek. Plan B nedir? Üç milletvekilimiz var. 3 milletvekili olarak Verkhovna Rada'da maksimum çıkışta bulunuruz. Ve Verkhovna Rada'ga sunarız. Umarım bekim rey toplarız. Zelenskий'nin Kırım Tatarlarla görüşmek istegi şimdi var mı? Bir görüşü planlaştırılar mı? Çünkü bizde öyle ola ki sadece ya matem günü ya da bir bayram günü görüşebilir bizle. Yani aytkanım gibi onun adından cevap veremem ama biz istikrarlı bir politikacı gibi davranayıq. Yani devletçilik menbabında devam ettik. Onun için biz ricada bulunduk. Aytıq Cumhurbaşkanı'nın görüşmek gerekmiz. Çünkü bizden beklegen bizim seçmenlerimiz bizden cevap istiyorlar, sonuç istiyorlar. Ama çoksu sonuç politiksel sizin kararlarınıza bağlı. Bizge o kararlarınızı bildirin. Ya evet aytın ya da hayır aytın. Ya biz öz çaremize göre devam ederiz. Belgisizlik olmasın diye. İki günden sonra cevap olacak dediniz. Umarım bu hafta içinde zaten yarın sesiya başlay. Biz bağdamız, biz cevap bekleyik. Yani tarih bekleyik. Ne vakit konuşmaya olacak? Biz de sizden cevap bekleyemiz. Öyle olsa 2 günden ya da 3 günden sonra sizge telefon açarmız. Bu stüdyada bağlanıp bu suallerimizni veririz. Bir netice oldu mu deyip. 2 dakikada var. Cami meselesi. Nasıl seviyede şimdi? Cami meselesi eskizler bugün hazır. En azından mında gelmeden evvel gördüm eskizlerin. Şun iş projesine, rабочий proyekte geçecek. Sonra praktik meseleler başlayacak inşaat tarafı. İnşaat. İnşaat ne vakit başlanabilir? Endi iş projesine bağlı çünkü yani eskizlerin iş projesine endi çalışma grubunda yani devletin ya da Kiev Belediyesi'nin bunu arkadaşlarımız devam ettiler zaten. İnşallah yakında gelecek sene aslında planlaştırılan çalışmalar. Ama bütün izinler prosedürü endi devam etti. Bu medeni merkez diye bunun içine dair doğru mu? Bizim aslında buna medeni merkez ve marif merkezi gibi onu adlandıramız. Kulturno-образовательный центр. Onun içinde hem Cuma camimiz, hem mektebimiz, hem de kültür merkezimiz. Yani üç binadan ibaret. Bunlar da camiyle beraber endi inşaatlar, cami kuruluşu başlağanından olacak, doğru mu? İş projesinde aslında etaplarga onu böldüler. Başta cami, son mektep, son kültür merkezi. Ama aytkanım gibi izinlerge de bağlı ve Türkiye tarafının çaresine. Tapıldı mı endi para? Türkiye tarafı bu konuda yapacağını taahhüt etti. Ama aytkanım gibi birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap kaç sene sürecek onu da bilmeyik. Yani 1 sene sürebilir, 3 sene de sürebilir. Çok sağ olun Ruslan Bey. Stüdyamızga kelip suallerimizge cevap bergeniz için men yazık ki yayınlama yekunlemek mecburiyetinde. Golos firqasından milletvekili, Qurultay delegesi Rustem Umerov stüdyamızın musafiri edi. Sayılı arkadaşlar, men ise sizden sağlıklaşmayın 5 dakikaga teneffüsge geçemiz. Sonra bu stüdyada bugün informasyon programması devam edecek. Görüşkence. Яшайышымызда әр күн чешут түрлі әдеселер олып кече. Чешут түрлі проблемлер ve sualler peyda ola. Allah'ın yüce kitabında ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde mutlak cevap vardır. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkera ulul albab. Ey Muhammed! Sana bu kitabını indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akıllı olanlar ansınlar. Akşam saat 16'nı 15 dakika geçkende ATR telekanalında Mübarek Cuma günü canlı efirde
ana tilimizde. Subyetleşmege sizni davet etemiz. Чем обернулись первые походы Девлета Герая на Москву? Какую роль играли в его жизни первые дамы Бахчисарайского двора? И как складывались отношения с главным союзником ханства – королевством польским? Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 сентября, в 17:35 на телеканале АТР. Девлет Герай I, часть 3. Его образы Крыма первой половины 19 столетия хотя бы раз видел каждый, однако далеко не все знают, кто их автор. Поражает удивительное мастерство художника, который сумел воссоздать гармонию природы и человека, органично вписанного в этот восхитительный ландшафт. На полуострове художник Карло Бассоли провел 3 плодотворных творческих года, создал большой цикл работ. Ему удалось запечатлеть едва ли не все значимые крымские места, от Евпатории до Керчи и Перекопа. Пейзажи и достопримечательности Крыма Карло Бассоли. Смотрите в субботу, 19 сентября в 18:00 в новом сезоне программы «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Ah, ey yeşilada, ey ana yurdu. Parçalarken seni şımalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun. İmdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Öksüzsün, esirsin dep şimale inleyorsun fakat dinleyin kana. Altın destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümler ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Köşeğin karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Вересня, понеділок, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Незаконні і нікчемні псевдовибори в окупованому Севастополі обрали нового старого окупаційного губернатора. Голосували і в лікарнях, і в санаторіях, і навіть на бойових кораблях. Окупаційна ЦВК оголосила, переміг Михайло Розвожаєв. Представник правлячої єдиної Росії набрав вже традиційні 86% при явці трохи більше 48%. Крім Розвожаєва, змагалися ще 5 технічних кандидатів, які набрали по кілька відсотків. На псевдовибори відреагували і в Україні, і в ЄС. Позиція спільна. Голосування окупантів незаконне і жодної сили немає. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. На кораблях, в лікарнях і на подвір'ях.
Дільниці для незаконних виборів окупаційного губернатора Севастополя облаштували всюди, де тільки можливо. Щоб не купчитись на стаціонарних дільницях, окупаційна адміністрація створила 3 нові – в лікарні Пирогова і на 2 кораблях Чорноморського флоту загарбників. Як і на липневому путінському референдумі, дільниці влаштували і на подвір'ях. Це мало б залучити якнайбільше політично активних пенсіонерів. Втім, явка у підсумку склала менше 48%. А розгромну перемогу у 86% очікувано отримав ставленик Путіна Михайло Розважаєв. Його у 2018 році призначили виконувачем обов'язків окупаційного губернатора міста. Туди Розважаєва перекинули з Сибіру, де він очолював Хакасію. Як по свистку голосували військові Чорноморського флоту та бюджетники. А кабінки для голосування за гаражами – не завада прозорості, вважає очільник окупаційного ЦВК Севастополя Сергій Даниленко. Мелкие процессуальные нарушения, естественно, были, которые не могут вообще рассматриваться как основания для отмены каких-либо результатов по отдельным участкам. Псевдовибори окупантів незаконні, а їх результати нікчемні. В Міністерстві закордонних справ України протестують проти так званих виборів в окупованому Севастополі. У відомстві зауважили, що їх результати не мають жодної юридичної сили, а організатори понесуть відповідальність перед законом. Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Усі причетні до підготовки та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України. Закликаємо іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії Російської Федерації та чітко заявити про невизнання результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, у тому числі шляхом розширення санкцій. Не визнали окупацію, не визнають і псевдовиборів. У ЄС наголосили на незаконності голосування в окупації і нагадали, що Крим – це Україна. Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові, який стверджує, що представляє Крим та Севастополь, не буде визнаний ЄС представником тих територій, які входять до складу України. Неповага до українських та міжнародних законів притаманна для Росії, заявляють у представництві президента України в Криму. Там подякували Євросоюзу за підтримку та закликали до тиску на окупантів до повного звільнення півострова. Владислав Стужук, Заман, АТР. Трильйон гривень. За даними заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, так Україна оцінює збитки від анексії Криму Росією. Він підкреслив, що сума ще не остаточна, оскільки агресія триває, як і тривають порушення прав громадян на окупованих територіях півострова і Донбасу. І це мова лише про порушення майнових прав. У матеріалах кримінальних проваджень, які передала прокуратура України до Міжнародного кримінального суду, йдеться про насильницьке переміщення цивільного населення, незаконний призов кримчан до лав Збройних сил Російської Федерації, судові переслідування і незаконні вироки. За 6 років окупації Криму Росією через політичні, релігійні переслідування та незгоду з окупацією півострів вимушено покинуло понад 48 тисяч громадян України, серед яких значна частина – кримські татари. Водночас Росія продовжує незаконно переміщувати до Криму своїх громадян, що є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво в понад 1000 кримінальних проваджень, таких як порушення майнових прав, примусова депортація, колонізація півострову, незаконний призов, переслідування членів Меджлісу тощо. Всі ці справи є надскладними та багатоепізодними. Наприклад, по кримінальних провадженнях, що на контролі в департаменті, зареєстровано понад 700 епізодів. Обсяг лише окремих справ складає понад 1500 томів.
Служив у так званій самообороні Криму. Головне управління Нацполіції в АРК та Севастополі повідомило про підозру учаснику незаконного збройного формування, який у лютому-березні 2014 року під час окупації Криму зі зброєю контролював в'їзд до Судаку, перевіряв документи та обшукував автівки. Його також підозрюють у затриманні українських громадян на території півострова. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Прокуратура Автономної Республіки Крим не повідомляє імені підозрюваного. За інформацією Центру журналістських розслідувань йдеться про Прогороднього Сергія Сергійовича, 57-го року народження. Нині самооборонівця оголошено в розшук. Стабільно важкий. Нардеп Ірина Геращенко розповіла про стан колишнього політузника Кремля Володимира Балуха. Зараз він перебуває в реанімації Київської лікарні швидкої допомоги. Його прооперували, а нині він без свідомості. Лікарі ввели його у стан медикаментозної коми та підключили до апарату ШВЛ. У нього важка черепно-мозкова травма, зламана ключиця і рука. На колишнього політв'язня напали ввечері 7 вересня, в річницю Великого обміну, коли вдалося звільнити з російських в'язниць 35 українських політв'язнів, в тому числі і Балуха. У поліції кажуть, що ця справа на особистому контролі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Але слідчі досі не змогли поспілкуватися з постраждалим через його стан. Від лікуючих лікарів Володимира Балуха стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне. Окупанти обстріляли наші позиції з гранатометів. 2 гранати розірвалися біля населеного пункту Яковлівка Донецької області. Втрат серед українських військовослужбовців немає. За минулу добу спостерігачі зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню. Це неприцільні постріли з підствольних гранатометів в сторону позицій ООС поблизу населених пунктів Піски і Авдіївка. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. Близько 8 години ранку збройні формування Російської Федерації здійснили 2 постріли із ручних протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Яковлівка. Враховуючи провокативний характер обстрілу, українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших військових немає. В Україні вже понад 156 тисяч випадків коронавірусу. Тільки за минулу добу захворіло понад 2400 людей. У 33 COVID-19 сьогодні забрав життя. Найбільша кількість хворих зареєстрована у Тернопільській та Харківській областях. Не готові до пом'якшення карантинних заходів і у Києві. Можливості системи не безмежні. Тому дуже важливо дотримання правил і рекомендацій, які дає Міністерство охорони здоров'я. Всі ці рекомендації, правила, вони всі є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Це користування маскою, дотримання дистанції і обов'язково користування антисептиками, тобто чисті руки. Один пацієнт з підтвердженим діагнозом коронавірус помер у Криму за минулу добу. Таким чином, загальна кількість померлих від COVID-19 на півострові досягла 42 осіб. За минулу добу там заявили про 75 нових випадків COVID-19. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова. А о 21-й дивіться «Заман кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим». Будьте здорові, до зустрічі. Яша yaşımızda Erkun çeşit türlü hadiseler olup geçe. Çeşit türlü problemler ve sualler peyda ola. Allah'ın yüce kitabında ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde mutlak cevap vardır. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkera ulul albab. Ey Muhammed!
sana bu kitabını indirdik ki ayetlerini düşünsüler ve akıllı olanlar ansınlar. Akşam saat 16'nı 15 dakika geçkende ATR telekanalında Er mübarek cuma günü canlı efirde ana tilimizde sohbetleşmeye sizni davet etemiz. Чем обернулись первые походы Девлета Герая на Москву? Какую роль играли в его жизни первые дамы Бахчисарайского двора? И как складывались отношения с главным союзником ханства – королевством польским? Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 сентября, 17:35 на телеканале АТР. Девлет Герай I, часть 3. Его образы Крыма первой половины 19 столетия хотя бы раз видел каждый, однако далеко не все знают, кто их автор. Поражает удивительное мастерство художника, который сумел воссоздать гармонию природы и человека, органично вписанного в этот восхитительный ландшафт. На полуострове художник Карло Бассоли провел 3 плодотворных творческих года, создал большой цикл работ. Ему удалось запечатлеть едва ли не все значимые крымские места, от Евпатории до Керчи и Перекопа. Пейзажи и достопримечательности Крыма Карло Бассоли. Смотрите в субботу, 19 сентября в 18:00 в новом сезоне программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Ecdadlarımız Kur'an'ı anlamak için Arap sözlerini okumaya başladılar. Ayttılar ki onlarını bu kitaplardan uzaklaştırmak gerek. Ne yaptılar? Onlar harflerini değiştirdiler. Bu topraklar bir zamanda Kırım Han topraklarıydı. Eski adı onu Sarı Kirman. Kırım Hanlığı'nın garnizonu var. Rusya imperiyası gelgenden sonra kara bir sayfeler başlandı. Bu yavru memleketin ellerinde. Bahçesaray'daki olan zincirli medrese ondan çok alimler, şeyhler peyda olup şehirlerde, büyük yerlerde çalıştılar. Bizim halkımız çok felaketler başına geldi. Kırım topraklarımız bir camisiz kaldı. Kur'an'ı okumaya bilgen adam kalmadı Kırım'da. 50 yıl bizim topraklarımız ezansız yaşadı. Bizge bu zulüm getirgen memleket o'zi gayb oldu. Denişmiz Allah'ın aytgan sözü ve halkımız da zafer kazanır, galibi görür. Növbetdeki misafirimiz Arap tili ve edebiyatı mütehassisi İmam ve Molla İbrahim İbrahimov. Kısmet etse, eğer yarın uyansam, dünya gene baş urar mort kalbime. Manglayından sızılgan alkanını siler dünya şaşmalagan lebime. Allanırlar benim siyah leblerim, kuvanırlar bulutlarga güneşke. Nurlar yağar, mıhlar yağar üstüme, beşik sınar. Kabır düşer ateşke. Ateşlerge aldanır hor sözlerim. Uçtan acığa kalbini aydar sabanlar. Tavırların izlerine tolgan su. Gözlerimde tamçı parıldar. Kısmet etse yarın tağda uyansam, urulacağım barıp dünya kalbine. Kanatları kırık, kokusu yarılgan bir kuş olup, silineceğim lebine. Yarın tağda uyanmasam tuğanlar. Denizime aytım göz yaş dökmesin. Kainatқа bildirmesin taziye. Aytım ona. Men qaytarım.
beklesin. О жошқын далғалар, yüкселмейім жоқ. Yol derin geçeyim, gideyim çabuk. Gözleri yoldadır, anneciğimnin. Yanımda olup dey, okşayan yok. Ey coşkun dalgalar, küskün mısınız? Siz benim aşkımdan ustun musunuz? Vatan uğrundayım, geri dönemem. Söyleyin, siz benim azmimden uskun musunuz? Ey coşkun dalgalar, ah köpüklerden korkar mı korkmagan kan köpüklerden? Durulun deyim, sükunet bulun. Yurt aşkısızı yorup ta iliklerden. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе мы продолжим обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Что ж, поехали. Я рада представить гостя нашей студии. Григорий Амельченко, герой Украины, генерал-лейтенант СБУ. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте с вами начнем нашу беседу с такой новостью. Депутат Госдумы России, бывший псевдопрокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что собрала и направила дополнительные материалы по вопросу доступа к воде в Крыму комиссару по правам человека ООН госпоже Мишель Бачелет. Давайте ее послушаем. Виправдання українською стороною свого злочину виглядають безглуздо. Посилатися на свою непричетність до присутності питної води і закликати Росію самостійно вирішувати питання доступу до неї після того, як самі незаконно перекрили воду, що надходить до Криму через Північно-Кримський канал з міжнародної, а не приватизованої кимось річки Дніпро, тримаючи руку на кранику, є шантажем і дуже нагадує поведінку звичайного злодія на лаві підсудних з невдалим адвокатом. В то же время представительство президента в автономной республике Крым отвергает обвинения российской власти относительно обязанности Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью страны государства-оккупанта. Давайте послушаем. Частина 1 статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, 4-та Женевська конвенція, передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами. Зокрема, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо. Ці положення безумовно стосуються і такого ресурсу, як вода. Тобто прямим зобов'язанням держави-окупанта є забезпечення цивільного населення окупованої території всіма необхідними ресурсами. Насколько вообще состоятельны вот эти заявления оккупантов о том, что международному сообществу нужно вмешаться в это дело, да, и в особенности они же, мы видим, апеллируют сейчас к Организации Объединенных Наций. Чего хотят? Якщо взяти просто з юридичної точки зору, а пані Поклонська, як я юрист, будемо говорити виключно юридичною мовою і нормами міжнародного права, ось відповідь, яку ви зараз почитали. Женевська конвенція. До речі, вона ратифікована Радянським Союзом, і Російська Федерація як правонаступниця
зобов'язаний її виконувати. Це перше. Колишній прокурор Автономної Республіки Крим Поклонська, вона вчинила злочин, державну зраду. От, і вона підлягає кримінальній відповідальності за вчинення державної зради, частина 1 стаття 111 Кримінального кодексу України. Все решта, то як кажуть, від лукавого, от, танці на вугіллі, от, танці на кістках загиблих, пам'яті загиблих і так далі. І всі ці речі – це як одна із складових інформаційної війни, яку проводить Російська Федерація, держава-агресор, держава-окупант, яка веде в Україні неоголошену військову агресію, тобто війну проти українського народу. Незаконно окупувала в злочинний спосіб шляхом військової агресії Автономну Республіку Крим, анексувала його і ще якось пред'являє претензії. Вся відповідальність за все, що твориться на окупованій території, тимчасово чи анексованій території, яка колись належала і повернеться, буде належати Україні, лежить на країні агресорі-окупанти. Відповідь пряма і чітка в Женевській конвенції, текст витримку якої ви проводили. Давайте к следующей теме. 11 сентября, как вам известно, в Берлине состоялась встреча советников глав государств Нормандской четверки. По ее итогам от Украины и России прозвучали совершенно разные заявления о возможности встречи лидеров формата. Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча рано или поздно состоится. А подробнее вот что он сказал. Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо термінів, але все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року. Ну а вот представитель Российской Федерации, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление. Козак заявил, что одна из сторон считает саммит самоцелью, очевидно, имея в виду украинскую сторону, а условий для ее проведения, то есть саммита, сейчас нет. Давайте его слушать. Не дивлячись на те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт в нормандському форматі є метою, ми розуміємо, що підстав для його проведення немає. Якщо ми будемо збиратися, щоб просто поговорити, ми відстрочили врегулювання конфлікту на невизначений термін. Почему такая дискоммуникация? Наша пісня хороша, починай спочатку. А що ми могли очікувати? Один і другий давав коментарі, і обидва являються ворогами українського народу. Козак родом із Запорізької області, зараз прислуговує і служить російському агресору Путіну, забувши про те, що його коріння тут, в Україні. Ну, а Андрію Єрмаку я радий би готувати сушити сухарі після того, що відбулося із зривом спецоперації по виманюванню вагнерівців в Україну. І операція, яка повинна була завершитися в першій половині 25 липня затриманням їх в Україні, коли вони летіли літаком із Мінська у Стамбул. Не буду забирати ваш час, це інша тема. Вам залишу на пам'ять дві мої публікації в Україні молодій. Закріт на Банковій. І служу Росії. Добре, я почитаю. Де документально підтверджено, як за участю глави держави Зеленського і глави його офісу Єрмака була зірвана ця операція, в результаті чого це не те, що зрада, державна зрада. У роки війни в таких би випадках уже про них би забули. Давайте вот вернемся все-таки к нормандской встрече. Ее хочу сейчас подробнее чуть-чуть обсудить, тем более, что к нам подключился Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки. Он з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Алло, Вітаю. чуєте? Так. Да. Ну что ж, 11 сентября, как мы уже сказали, состоялась встреча советников лидеров Нормандской четверки. Украинская сторона говорит, что, возможно, саммит состоится, а российская сторона говорит, что оснований для такого саммита сейчас нет. Ожидать ли каких-то очередных ультиматумов от Российской Федерации для проведения этого саммита? Что будет ваш прогноз? Ультиматум давно записаний в Мінських угодах, який звучить наступним чином. Спочатку проведення місцевих виборів під контролем Росії, а потім передача
Росією кордону України для урядових прикордонників і інших служб, митних і так далі. Тому буде нормандська зустріч, не буде, це вже ніякого значення за великим рахунком немає. Бої на Донбасі продовжуються, на Донбасі, бої за Донбас вже програні. Будемо надіятися, що не програна повністю війна, але на сьогодні потрібно визнати, що в тимчасовій контактній групі, нормандській четвірці, залишилось лише одне – встановити розміри стовпчиків прикордонних, які будуть на адмінкордоні, такому самому, як з Кримом, і займатися демілітацією демаркацією цього кордону. Більше немає там про що говорити, тому що позиція однакова у всіх. Україна, особливо український народ, тільки за те, щоб вибори на Донбасі проводилися після встановлення контролю над кордоном, після того, як буде проведена там якась легітимна робота щодо встановлення виборчих комісій, виборчих дільниць тощо. Росія каже, ні, спочатку будуть вибори нібито під українським законодавством, але перед їх кордоном. А потім ми подивитимося, чи передамо вам кордон, тому що в Мінських угодах так і написано. Починаючи з першого дня після завершення виборів, закінчить днем всеосяжного миру. Що таке всеосяжний мир, мабуть, складно визначити. Дуже дякую вам. Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. А є вихід, дійсно, з цієї патової ситуації, коли Росія настаивает на своєму, а ми на своєму? Повинна бути просто державницька українська національна політика і позиція. Принципова і жорстка. Ми маємо достатньо непогану міжнародну підтримку наших союзників. І не лише в накладенні санкцій на Російську Федерацію, а й наданні нам фінансової і військової допомоги. І, вибачте, не потрібно бути, скажу пом'якше, таким, яким ми маємо нашого Янелоха, главу держави, який заглядає в рот, спочатку в очі, тепер в рот заглядає президенту Путіну, щоб тільки чимось його не розсердити, не розтривожити і так далі. Повинна бути чітка і відповідна позиція. І адміністрація, чи зараз Офіс президента, повинен бути негайно очищений від тих, які явно грають, підігрують Російській Федерації, російському агресору. І в першу чергу невідкладно повинен бути звільнений з займаної посади, арештований, і контррозвідка повинна працювати по Андрію Єрмаку за ту позицію, про яку я вам говорив. В подібному випадку, якщо це не відбувається найближчими днями, якщо затягується створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, щоб розслідувати, як була зірвана спецоперація по виванюванню вагнерців, які вчинили терористичні акти і інші тяжкі злочини проти українського народу, в тому числі причетність до збиття малазійського літака МЧ-17, то тут і відповідь прямо. Якщо Зеленський цього не робить, він є співучасником тих злочинних дій, які творить його Єрмак. Іншого пояснення я дати не можу. Це, якщо хочете, практично є прямим доказом того, що він покриває таку антиукраїнську діяльність Андрія Єрмака. Я взагалі, як генерал Служби безпеки України, не розумію, як канцеляріст, голова офісу, це канцеляріст, скрепки, бумаги, ручки, і не більше. Розпорядок дня і не більше, так? Зараз замінив Міністерство закордонних справ, і вся зовнішня політика робить він. В тому числі і багато чого, можливо, за спиною президента. Як може бути призначена така особа на таку відповідальну посаду і допущена до таких зовнішньополітичних дій, коли його батько, колишній кадровий офіцер Головного розвідувального управління спецслужби Російської Федерації і проживає в Москві. В умовах війни, коли є явний агресор, держава-агресор Російська Федерація, такі призначення просто недопустимі. Запитайте, скажімо, любого працівника спецслужби, любої країни, він пояснить ці положення, що говорить про голову Служби безпеки України, якого призначив Зеленський, свого друга, старого друга з одного двору, так, коли його дружина, коли він призначав його на посаду голови Служби безпеки України, являється громадянкою Російської Федерації. І це в умовах війни. Ви розумієте, що мені
Генералу Служби безпеки України в самому дурному сні не могло приснитися, що таке може бути з кадровою політикою. Це ж майже таке саме, як за часів Януковича. Міністр оборони громадянин Російської Федерації, голова Служби безпеки України громадянин Російської Федерації, і до цього призвело повністю обезброєна руйнація Збройних сил. Служба безпеки України перетворилася у філію ФСБ Російської Федерації, і військова розвідка і так далі. І це позиція, а риба гніє то з голови. І якщо Зеленський цього не розуміє, то він зрозуміє після того те, що зробила Майдан з Януковичем. Тільки Зеленський в даному випадку і Єрмак можуть не встигнути до Ростова. Давай перейдем к следующей теме. Очень важный, учитывая, что две независимые лаборатории во Франции и Швеции сейчас подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ. Подробнее давайте послушаем. Результати дослідження спеціальних лабораторій Франції та Швеції підтверджують німецькі висновки. Незалежно від досліджень, що проводяться Організацією з заборони хімічної зброї, 3 лабораторії наразі незалежно один від одного надали докази отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Андрій Піантковський, політичний оглядач, дисидент, з нами зараз на прямому зв'язку. С нами сейчас на прямой связи Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Сегодня Эммануэль Макрон позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину и лично сообщил, что Навального отравили веществом из группы «Новичок» и потребовал прояснить обстоятельства этого покушения и расследовать это дело. Как расследовать? Разве это не абсурд? Я отвечу подробно на ваш вопрос. Но прежде всего я слушал предыдущего вашего гостя, и я хочу самым решительным образом поддержать пана генерала. Я уже в течение года по всем украинским каналам доказательно рассказываю, что господин Ермак – это агент российских спецслужб. Я даже знаю его псевдоним вербовочный «Козырь». Да. Это было мне очевидно с 12 июля прошлого года, когда он впервые своим куратором Сурковым, а теперь у него куратор Кузак, подписал протокол, в котором взял односторонние обязательства на Украину, вовсе не вытекавшие ни с каких Минских соглашений. И вся его деятельность – это сплошное предательство Украины. Теперь, что касается вашего вопроса. Действительно, для меня утром было сегодня такой даже какой-то шок удивления. По строчкой по федеральным российским каналам бежала информация. Президент Макрон разговаривал с Владимиром Путиным об отравлении Навального. Во-первых, слова отравления Навального еще вчера вечером они не могли появляться на федеральном телевидении, потому что официальная версия была, что нет никакого отравления, российские власти не нашли, там сахар, что угодно и так далее. То есть эта кампания лжи российского руководства переходит к следующему этапу сейчас. Раньше не было никакого отравления, сейчас они будут говорить, что немцы его отравили. Теперь тот факт президента Макрон, давайте не будем об этом забывать. В течение последнего года, вы знаете это по своей практике из нормандской группы, вернейший халуй Путина. И вот если этот человек должен звонить и спрашивать об отравлении, вы понимаете, до какой степени западное общество, весь цивилизованный мир уже уверен в этих фактах. А он звонит не случайно. Дело в том, что Организация по защите от химического оружия, кому немцы направили все материалы, для проверки направила еще в 3 лаборатории, одна в Швецию, еще куда-то, и одна из них французская. То есть французская лаборатория, она своему президенту доложила, и он уже звонит, чтобы Путина уличить в этом преступлении. Российское руководство попало в очень тяжелую и скандальную ситуацию с отравлением Навального.
Ну вот еще что хотела спросить. Мы слышали очень много жестких заявлений из уст европейских чиновников, лидеров и так далее относительно отравления Алексея Навального. Как вы думаете, вот эта вербальная жесткость европейских чиновников перерастет в практическую или же все-таки нет? Очень хороший вопрос. Мы же с вами уже сколько лет задаем такой вопрос, себе этот вопрос после очередного преступления российских властей и спрашиваем, когда. Дело в том, мне кажется, вот это сам факт вот этого сегодняшнего звонка Макрона, он показывает, что, видимо, Путин все-таки перешел какую-то красную черту. И было видно с самого начала, что госпожа Меркель, она была просто искренне потрясена событием, отсюда ее такое отношение к Навальному. И она даже начала говорить о возможности отмены Северного потока. Вот это лакмусовая бумажка. Дело в том, вообще-то говоря, экономическое значение уже нулевое Северного потока. Скорее всего, он будет недостроен из-за обструкции американцев. Просто нет трубоукладчиков, которые могут его прокладывать, потому что компания им угрожает санкции. Но это очень важный психологический и политический момент. Это же одно из любимых детищ фрау Меркель. Она много для этого положила. Да не только Макрон, а вот вся эта политика, Путин-Ферштейн, политика поддерживать диалог с Путиным, отказ от Северного потока будет означать вот конец эпохи, если хотите, в отношениях Германии с восточным соседом, начинавшимся еще с Бранта, с его восточной политики с Советским Союзом. Вот это очень важно наблюдать. В ближайшие дни просто узнаем. Отказ от Северного потока – это означает, что вообще российское руководство становится изгоем в глазах Запада. Ну и последнее, что я вас хотела спросить. Как вам известно, сегодня в Сочи прибыл временно исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко. У него состоялась встреча с Владимиром Путиным. И, если я не ошибаюсь, до сих пор она длится. Чего вы несколько минут назад закончилась. Да, несколько минут назад закончилась. Как вы думаете, за закрытыми дверями о чем говорили? Чего мы увидим в ближайшее время? Я думаю, Путин орал на него отборным русским матом, потому что вот в последние недели перед выбором Лукашенко сделал ему много гадостей. Ведь в чем проблема их отношений? Путин требовал Лукашенко согласиться на аншлюс, на поглощение Беларуси, и Лукашенко сопротивлялся не только Путину, он 25 лет сопротивляется, это еще Ельцин от него хотел. Не потому, что он великий патриот Беларуси, а потому что он не хотел менять свое личное положение диктатора европейского государства на секретаря Минского обкома. А сейчас на него ему деться некуда. Он в жалком положении и полностью зависит от Путина. Вы видели фотографии съемки, в какой позе сидит Путин и как угоднически перевалился через левую ручку кресла Лукашенко. Абсолютно ясно, кто альфа-самец. А еще месяц назад он дерзко огрызался Путину. То есть сегодня Путин мог бы его заставить подписать все. Но они уже объявили, что они ничего не подпишут. Потому что появился третий игрок – белорусский народ. Если бы сегодня Лукашенко согласился подписать все, что угодно, включая аншлюс, но это бы удесятерило силы протестантов и восставших. Поэтому они же объявляли еще 2 дня, они кричат, Песков, что ничего не будет подписано, ничего не будет, никакой пресс-конференции. Да, и они после окончания беседы несколько минут назад было объявлено, что никаких подходов к прессе, никаких заявлений, уже поезд ушел. Белорусский народ уже никогда не позволит осуществиться этому аншлюсу. Но, кстати, с точки зрения даже имперской позиции России, Путину было бы выгоднее бросить эту кость белорусскому народу, я имею в виду труп Лукашенко, и в качестве награды за освобождение Беларуси от кровавого диктатора, получить какие-то уступки, которые он хотел, там единую валюту, еще, может быть, там для Ротенбергов пару нефтеперерабатывающих заводов. Но он не может отказаться от Лукашенко, потому что падение диктатора в результате восстания народа
это прецедент, который окажет громадное воздействие на русское общество. Он о своей заднице, он уже не о русской империи даже думает, он думает о своей заднице. Поэтому он, да, жизни, совершенно вы правы, господин генерал, он же на него громадное впечатление произвела видеопленка с 15 последними минутами жизни Каддафи. И вот вся его внешняя политика, она уже определяется вот этим комплексом защиты задницы диктатора. Зачем он полез в Сирию? Нет там никаких геополитических интересов в 21 веке, там какие-то базы, это смешно. Чтобы прикрыть задницу Асада. Потому что в его сознании вчера Каддафи, Асада, следующий буду я. А тем более, если у него тут во дворе свергают диктатор. Что вы? Он, вопреки всем интересам России и даже своим собственным интересам, будет теперь этого урода поддерживать. Ну да, как, впрочем, и было с Мадуро в Венесуэле. Совершенно верно. Спасибо большое. Пока Да. Вот давайте присоединим Григория Емельяновича к нашей беседе. Господин Андрей в прямом эфире, я хочу, несмотря что нас различает расстояние в 1000 километров, пожать вам мужественную вашу руку за вашу гражданскую позицию и объективную аналитическую информацию, которую я с удовольствием всегда читаю и жду очередное ваше выступление в YouTube или публикации вашей статьи. По возможности, даст Бог, увидимся когда-нибудь, либо в Соединенных Штатах Америки, либо с удовольствием в Украине вас встречу и пообщаемся. И большое-большое вам спасибо за вашу мужественную гражданскую позицию. Спасибо, пан генерал, мне очень приятно это слышать. Спасибо большое. Андрей Пианковский был с нами на прямой связи, диссидент, российский обозреватель, политический обозреватель. Спасибо. Ну что ж, продолжая тему Беларуси. Вот я сейчас просто попрошу наших режиссеров вывести на экраны карту Украины. Выведите, пожалуйста, если у нас есть сейчас такая возможность. Да, вот, спасибо вам большое. Вот смотрите, в случае, если Российская Федерация полностью поглощает Беларусь, восточная часть, да, это Россия. Если она поглощает полностью Беларусь, то и северная часть Украины, там оказывается российские войска. Юг мы видим, Крым, который полностью милитаризирован Российской Федерацией. Там у нас есть Молдова, это Приднестровье, на территории которой также есть российские войска. Мы сможем удержать такой периметр границы? Ой, вы знаете что? Зубы-то у Путина гнилые. Угу. И то, что сказал господин Пятковский, я еще добавлю, так как сам хорошо лично знаю Путина, его психологию и так дальше. Я вот только не могу ответить на один вопрос. Когда он ложится на ночь спать он надевает памперсы или нет? Потому что так скован страхом. Какая бы граница длинная не была, в Російській Федерації нема такої кількості збройних сил, які б могли по всьому кордону, і включаючи частково окупований Крим, де звідки так, зробити повномасштабне вторгнення в Україну. Збройні сили України – це не ті збройні сили, вірніше залишки, які від них залишили, що залишив нам зрадник Янукович у 2014 році. Ще одне. Понад 350 учасників бойових дій, які пройшли через фронт із російським агресором, які вміють не лише воювати, вони вміють, як сини і доньки своєї батьківщини України, захищати свою рідну землю. Третє. Наші сини і доньки вмирають за свій рідний край, за свою рідну землю, за своїх близьких рідних, за свою домівку. А за що ті вмирають? Типа вагнерівців та інших їх тахнетів, які, так сказати, Путін посилає як гарматне м'ясо на вбивство. За якісь гроші, там же третина, не у військах спеціального призначення, а у звичайних Збройних силах, там же третина п'яниці, алкоголіки, наркомани. Перший відчутний удар, все, розсипляться, як карточний домик, побіжать туди, хто в Сибір, хто за Урал і так далі. Не зможе Путін знищити Україну по багатьом параметрам. А що буде з Білоруссю? Ви знаєте що? Коли почалися масові протести
і жорстка поведінка Лукашенка, а я з ним дуже гарно знайомий з 1993 року. Потім в 94-му Ви общались з ним лично? Особисто. От. Коли він ще був депутатом, а я був начальником відділу військової контррозвідки в 93-му році зустрічався. Потім він був депутатом і кандидатом президента, а я народним депутатом, голова парламентського комітету в боротьбі з корупцією. І третій раз ось час, коли він вже був президентом в 96-му році, це була 10-та річниця Чорнобильської катастрофи. Сашу Лукашенко я знаю як облупленого. У нього не менше тваринний жах сидить всередині, що з ним може трапитися, так, як і Путіна. Я вам скину на електронну пошту, я йому відправив відкритий лист, відкрите звернення, як офіцера, от і до нього. І просто, звертаючись на ти і так далі, сказав, що «Саша, що тебе чекає?» І я йому просто порадив. Так що його чекає? Страшніше, ніж Каддафі. І страшніше, можливо, чим Хусейна. І страшніше ще може бути, чим президента Румунії Чаушеску. Ви розумієте, що? Якщо він переступить, він вже і майже переступив, так? І пролється масово корони доведе Господи, як у нас в 2014 році, то хай не забуває, що у Білорусі у нього дуже багато дітей ще від першого браку. Рідні двоюрідні родичі. І той син, Микола, який постійно з ним і так далі, теж хай подумає про його долю. Тому що, якщо у кого, якщо в українців вже лопнуло було терпіння по відношенню до цього зрадника Януковича, як вже ще більш терплячого. Білоруського народу лопне терпіння, його порвуть на шматки. І як Муссоліні можуть повісити на Майдані Незалежності у Мінську. Хай він просто про це знає. І ще одне. Я знаю хлопців, офіцерів, з якими ще служив, і серед них дуже багато моїх учнів, що знайдеться просто білоруський офіцер, який в рамках чинного законодавства, стану необхідної оборони крайньої необхідності і декларації прав людини, загальна декларація право людини на повстання, просто фізично ліквідують Лукашенко, і в нормах міжнародного права і національного законодавства це буде правомірно і легітимно. Давайте Білорусь підключимо. Юрій Губаревич, білоруський політик, голова руху «За свободу» з нами зараз на прямому зв'язку. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Как у вас там в Беларуси? Последние новости, расскажите. Продолжаются протесты, уже второй месяц они идут. Вчера был марш, который объединил опять в своих рядах более 100 тысяч человек. Сегодня проходят суды над задержанными, беспрецедентное количество задержанных, если мерить последним временем, это более 600 человек. Не только в Минску, но и по всей Беларуси. И, наверное, основная новость сегодняшнего дня – это поездка Александра Лукашенко к Владимиру Путину и попытка каким-то образом выключить возможности для удержания во власти. Как финансовые, так, наверное, и иного рода поддержку. А как вы думаете, в обмен на что? Мы же понимаем, любые переговоры, они предусматривают торг. Что такого мог предложить Лукашенко Путину или что просил Путин от Лукашенко? Я думаю, что интерес Путина в настоящее время – это возврат тех долгов, которые уже успел сделать Александр Лукашенко. Но взамен на это предлагают новую финансовую помощь, новый кредит на 1,5 миллиарда. И при этом они должны прекрасно понимать, что это не деньги, которые не имеют гарантии возврата, так как позиция Александра Лукашенко в Беларуси сегодня крайне неустойчива. И, наверное, основная подоплека этого визита – это попытка России продемонстрировать, что в любом случае любые изменения в Беларуси будут проходить под контролем нашего восточного соседа. Это означает, что свержение Лукашенко силами демонстрантов для Кремля неприемлемый вариант. Поэтому, понимая, что Александр Лукашенко так или иначе должен уйти, ему предлагали какие-то варианты, которые выгодны в том числе и России. Как вы вначале уже отметили, второй месяц люди белорусы выходят на протестные акции. Вот что я хочу вас спросить. Как долго вы планируете выходить на эти акции и на что вы рассчитываете? То, что Лукашенко выйдет, покается, скажет извините, просто так уйдет или что? Люди будут выходить до ухода Александра Лукашенко или протестовать другими способами. Но дело в том, что эти протесты не успокоиться. Для этого нет причин, чтобы уровень протестов снизился в ближайшее время. Даже силовые варианты с разгонами не помогают
тем, кто удерживает власть. Ну и посыл это, конечно, не только лично к Александру Лукашенко, который заявил, что до смерти будет пытаться сидеть в своем президентском кресле, и посыл к его ближайшему окружению, которое начинает понимать, что с этими руководителями им дальше не по пути, и позиции Александра Лукашенко крайне неустойчивы, а ответственность придется нести всем, кто в данный момент действует вопреки белорусскому международному законодательству, подавляет мирные протесты, избивает и пытает протестующих в тюрьмах. Спасибо большое. Юрий Губаревич, белорусский политик, руководитель движения «За свободу», был с нами на прямой связи. Вот у нас буквально 3 минутки остается до завершения нашего эфира. Много говорили о транзите власти. Как вы думаете, может ли Москва готовить некого человека, который может прийти на смену Лукашенко? Москва багато чого хотіти. І навіть те, що сказав так толерантно виважено білоруський колега і пан Юрій, так, я добавлю, все залежить від білоруського народу. От їм вирішувати, бути білоруською губернією в складі Російської імперії, виключно білоруському народу. Їм вирішувати, що, можливо, з Москви призначать губернатора Білорусі, і Білорусь формально буде незалежна, суверенна держава, але буде по великому рахунку сателітом Російської імперії, виключно залежить від білоруського народу. Я просто хочу їм сказати одну річ, і це я теж є звернення до білоруського народу. Ні один диктатор у світі ще не передавав і не віддавав своєї влади нікому. Ніколи не вірте диктаторам, а тим більше Лукашенку, у якого руки з Путіним полікті в крові. Третє. Тільки негайне усунення Лукашенка від влади, в тому числі і шляхом повстання. А якщо ще підключаться державні підприємства і об'являть загальнонаціональний безстроковий страйк, все. Він максимум декілька днів може побути і все. Тому що державна промисловість просто завалиться. От. І наступне. Білоруський народ повинен сказати жорстко і однозначно. Коли вони говорять там у ході на нього, на мітингах і так далі, це повинно прозвучати мільйонними голосами. Загальнонаціональним страйком в Білорусі, по всій Білорусі. І вимога. І якщо на вулиці вийде не 100, не 150, не 200 тисяч, а вийде хоча б 1,5–2 мільйона, на цьому ера Лукашенка закінчилася. І вже тоді можливості навіть не може бути. І на завершення. Серед білоруських генералів є мої дуже гарні знайомі. Ну, дорогі ж ви мої, у вас вже є онуки, як і в мене. Ну, невже ви думаєте, що він затягне вас так, цей кровавий диктатор Лукашенко, що вже вам потім просто, вам не залишиться місце в самій Білорусі? Та що таке групі генералів або групі офіцерів раз і назавжди вирішить це питання з цим Лукашенком і забудуть його наступного дня, викинувши або живим, або трупом на смітник історії. І Білорусія почне робити свою історію. Але як вирішить білоруський народ? Але хотів би сказати, що історія білоруського народу набагато дрівніша, на багато сотень років, чим Білорусія отих з московських болот, коли появилося московське ханство, московське князівство. Живе Білорусь і смерть диктаторам. Дякую. Григорий Амельченко, генерал Украины, генерал-лейтенант СБУ был гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Но я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Буквально через 5 минут, а не пропустите. Прайм Муштабаев. Хорошеньки. Яшайшымызда эркун чешут түрлі әдеселер олып кече. Чешут түрлі проблемлер ve sualler peyda ola. Allah'ın yüce kitabında ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde mutlak cevap vardır. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkera ulul albab. Ey Muhammed
sana bu kitapni indirdik ki ayetlerini düşünsüler ve akıllı olganlar ansınlar. Akşam saat 16'nı 15 dakika geçkende ATR telekanalında Er mübarek cuma günü canlı efirde ana tilimizde subetleşmeye sizni davet etemiz. Чем обернулись первые походы Девлета Герая на Москву? Какую роль играли в его жизни первые дамы Бахчисарайского двора? И как складывались отношения с главным союзником ханства – королевством польским? Смотрите в программе «Алтын-Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 сентября, в 17:35 на телеканале АТР. Девлет Герай I, часть 3. Его образы Крыма первой половины 19 столетия хотя бы раз видел каждый, однако далеко не все знают, кто их автор. Поражает удивительное мастерство художника, который сумел воссоздать гармонию природы и человека, органично вписанного в этот восхитительный ландшафт. На полуострове художник Карло Бассоли провел 3 плодотворных творческих года, создал большой цикл работ. Ему удалось запечатлеть едва ли не все значимые крымские места, от Евпатории до Керчи и Перекопа. Пейзажи и достопримечательности Крыма Карло Бассоли. Смотрите в субботу, 19 сентября в 18:00 в новом сезоне программы «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Ecdadlarımız Kur'an'ı anlamak için Arap sözlerini okumaya başladılar. Ayttılar ki onlarını bu kitaplardan uzaklaştırmak gerek. Ne yaptılar? Onlar harflerini değiştirdiler. Bu topraklar bir zamanda Kırım Han topraklarıydı. Eski adı onu Sarı Kirman. Kırım Hanlığı'nın garnizonu var. Rusya İmperiyası gelgenden sonra kara bir sayfeler başlandı. Bu yavru memleketin ellerinde. Bahçesaray'daki olan zincirli medrese ondan çok alimler, şeyhler peyda olup şehirlerde, büyük yerlerde çalıştılar. Bizim halkımız çok felaketler başına geldi. Kırım topraklarımız bir camisiz kaldı. Kur'an'ı okumaya bilgen adam kalmadı Kırım'da. 50 yıl bizim topraklarımız ezansız yaşadı. Bizge bu zulüm getirgen memleket o'zi gayb oldu. Denişmez Allah'ın aytgan sözü ve halkımız da zafer kazanır, galibi korur. Növbetdeki misafirimiz Arap tili ve edebiyatı mütehassısı İmam ve Molla İbrahim İbrahimov. Çubar baрақ ev altında oturur. Yaxşılıqqa quyruq sallar, yamanlıqtan құтырыр. Көзчіклері пыр-пыр етер, таныш көрсе, дост көрсе. Мышық шарик софу болыр, ачуланса бір үрсе. Ошамайы шәрлерінің шарикіне, итіне, оз өтмегін озы тапа, оз ішімен кечіне. Çubar baрақ башын егер, достлашыр. Oz eşini ozu tapar, ozu sever, anlaşır. Zaman bolur, bir avlasa bütün koyunu kudarır. Boğulganını sudan tutar, çimenlikке çıkarır. Көп vakitler gene fakir olmaslarga horlanır. Aram köpek degen adı er havada hullanır. Çubar baрақ içmaktanmay, içilamay, kartaya. Көзі жашлай, тышы қалмай, аяқлары майшая, en sonunda geberdi dey, bir çukurga atalar. Birkaç yıl son çingeneler kemiklerini satalar.
Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и мира темы и встречаемся с самыми интересными людьми, с теми, кому, как я говорю, есть что сказать. Сегодня у нас в гостях Андрей Хлывнюк, лидер группы Boombox. Привет. Привет, привет. Добрый вечер. Очень рад тебя видеть. Никогда ты не был на телеканале АТР, насколько я знаю. Ну, я рад быть впервые, взаимно. Но тебя видели на блокаде Крыма 5 лет назад. Что такое блокада Крыма? Ну, где-то вы выступали на концерте. Да, это было. Я просто путаю уже даты, сколько лет назад это было. Да, ну это было, наверное, один из самых, нет, наверное, самый важный в моей карьере и в жизни концерт. Концерт для украденной земли. Вот, и это была ненасильственная акция протеста. Вот, я хочу вспомнить это добрыми словами тем, кто помогал организовать это и кто не мешал организовать это. Вот, мне пришлось пойти в приемные разных служб и попросить не мешать. Если это же был концерт прямо на Каланчаке, да. Да, на КПП «Каланчак». И знаешь, что было классно в этом концерте? Вот все мне понравилось. Я очень переживал, что там были люди. На концерте не должно было быть людей. Но мне очень понравилась атмосфера. С этой стороны в белых рубашках, в вышиванках люди. Даже те, кто вышли в выходной в свой силовики в форме, парадной форме. А с той стороны все были так обиженные, с автоматами, все дела. Это было очень смешно. Вот. И очень трогательно и очень важно, что были люди, приехали, люди пересекли этот, так называемую, да, вот эту линию разделения, и достали из багажников атрибутику, и были там, и говорили такие слова. Слезы на глаза наворачивались. Ну вот я хочу тебе доложить, что тебя до сих пор помнят, и тот концерт помнят. Ну, вот. И, это честь для меня. Это было очень важно, потому что ты же понимаешь, что тогда вообще, просто тот момент, когда был, да, это 15-й год, и много было таких голосов, что не надо блокировать Крым, не надо вот этого ничего делать. Как сейчас, знаешь, про воду говорят, надо воду там дать и так далее. Мы можем говорить немножко о разных вещах. Я хотел бы все-таки, чтобы были точными. Наверное, мы говорим о блокада Крыма и концерт Каланчак. Это по-моему, 16-й был год. Это через год. Да, это через год. Ну, короче, все равно это все там, и блокада же продолжается до сих пор. Правда, да, это правда. Вот, а как ты относишься к этим разговорам про то, чтобы надо как-то помочь нашим гражданам в Крыму, дать воду там оккупантам, подпоить их немножко? В смысле, как ты думаешь, я отношусь? Есть международное право. Да? Вот меня очень, как гражданина страны, все-таки я пришел на телеканал не как музыкант или там как общественный деятель. Я пришел как гражданин Украины. Я пришел к своим друзьям, к своим соседям, своим родным. И вот в последнее время опять стало остро. Обсуждают люди в прессе, ввиду с белорусскими событиями, да, еще с какими-то вопросы, которые совершенно однозначны. Они очень простые. Есть государство, да, вот оно называется Украина, оно часть мира, да, оно признает международное право. И есть очень четкое, очень простое, да, лучше еще не придумали. Может, будет лучше, оно не идеальное, но не придумали. Международное право, по которому очень все просто и ясно рассказано, где чьи границы. Кто что должен делать. И кто что должен делать. И что проблемы оккупантов – это проблемы оккупантов, понимаешь? Вот какая позиция. И она должна быть у всех одинаково. Ну, мое такое мнение. Нельзя, как это, подыгрывать тем, кто вас убивает, кто я не знаю, это, извините за страшное такое сравнение, нехорошее, но если, насилие проявляют к одному из твоей семьи, а ты им еще водички дашь. Грубо говоря, не хотите ли вы угостить ужином маньяка, который убил вашу семью? Да, маньяка-убийца, он ворвался в ваш дом и говорит, что тебе пить что-то хочется. Я тут сделаю перерыв небольшой. Может, я попью, заодно дам попить еще тем, кого я мучаю, убиваю. Но это не так. Это страшно. Вообще сама суть этого диалога уже ущербна. Как мне кажется, это мой дом, я его люблю. И, конечно, я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы ему помочь. Но не в то время, когда его оккупировал враг. Я сегодня переслушал твои песни.
Вау, зря. Что тут такого? Нет, зря в том плане, что я теперь их напеваю все время. У меня есть такое свойство, ну, общечеловеческое, Спасибо, мне напевать. очень приятно. Если у вас мелодия очень хорошая, ну и слова, соответственно, тоже очень хорошие. И, конечно, я вспомнил ту песню старую-старую, которая была популярной даже в России тогда. Она и сейчас Вахтером, популярна. да? Да, не проходит и дня, чтобы не появлялся кавер-версии на эти песни из золотых альбомов. И сегодняшние. Я очень много фидбэка получаю из-за границы, и люди просят, ждут. Ну, мне пишут в личку, пишут в комментариях, люди пишут, присылают кавера, присылают из акций, где молодые люди под гитару на улицах играют эти песни. Где там, в России? Да, в России, да, и сейчас. И это, ну, мне очень лестно это слышать и очень больно в то же время, потому что 6 лет уже прошло с того момента, как я в последний раз играл в этой стране, и ну, сыграю либо я, либо кто-то уже в следующем поколении, другой кто-то, они, может, им Я, конечно, репетируют. помню, Когда там- это все Там закончится, есть строчка мы победим. эти ночи в Крыму теперь кому?», которую тогда, конечно, ты писал ее без мысли об конечно. этом, да? Сейчас она звучит, конечно, очень зловеще, грустно, и, ну, буквально, ну, я не сентиментальный особенно человек, но слезы наворачиваются, конечно. Ну да, с этим связана теперь не только история юношеской любви и путешествия к себе домой, я это называю на балкон нашей страны, но и, конечно, эти события жуткие совершенно, оккупация и агрессивная война. У тебя была невероятная слава в России. Ну, можно так сказать, да. Ну, прям вот пик какой-то был перед войной, да? Ну, мы были одними из, там, наверное, 20 самых популярных живых коллективов на постсоветском пространстве. И вдруг как отрубило у тебя? Слушай, ну, понимаешь, какое дело? Ну ведь смотри, многие же ездят, и они находят себе оправдание какое-нибудь. У нас по части оправданий, у нас, так сказать, музыканты очень такие изобретательные. Почему они ездят? Там, что у них там поклонники, что они несут Украину туда, значит, кому-то, вот, и так далее. А как ты этим людям отвечаешь? Ну или мысленно хотя бы. Ну, понимаешь, это все про деньги и про славу. А я же не настоящий артист. Я просто музыку люблю. Ну, а настоящий артист, он должен любить деньги и славу еще, да? Ну, я не знаю. Ну, если его... Понимаете, в чем дело? Лучше всего продается молодость и успех. Да, если вы декларируете их. Ну, это таков закон поп-музыки. Но гнаться за ними невозможно. И мой совет людям, которые пытаются это делать, будьте осторожны, вы можете потерять себя. Альтер-эго может победить автора. И деньги, успех, слава, они скоротечны. Просто, понимаешь, стык. С одной стороны, я думаю, вот бы я был мудрее, да, и продолжил бы, да, может быть, тогда бы армия наша дополучала гораздо больше волонтерской помощи от меня, чем я мог. Можно было так сделать, но на тот момент просто чувство собственного достоинства, и все мои ребята, оно не дало нам... Ну, у вас решение было общее сразу, да? Да, это было очень понятно. Ну, насчет помощи украинской армии с денег с концертов в России, я тебя немножко разочарую. Это называется спонсирование терроризма. Да-да, я знаю. Я Вот, сейчас пытаюсь просто... Понимаешь, ты задал такую тему, о которой можно говорить долго. Да? Можно находить разные причины, но черное – это черное, а белое – это белое. Это всегда понятно. И то, как вы себе объясните подлость, как вы ее оправдаете, подлость никуда не денется. Она останется подлостью, к сожалению. Я так понял, тебя все твои российские друзья и коллеги предали. Ну, не все, но остались единицы. Рэпер Баста, с которым вы вместе записывали песни. Да, которые, да. Великолепный, очень талантливый музыкант. Очень талантливый музыкант, вопросов нет и так далее, и так далее. Этот очень талантливый музыкант, руководствуясь какими-то своими представлениями,
начал ездить в Крым, участвовать тогда даже в каких-то жюри самодеятельности на оккупированной территории и все такое прочее. Ой, там целый ворох. Ворох. Вот в какой момент вы с ним, ну, понятно, что вы до какого-то момента общались. Вот в какой момент вы перестали общаться? Или вы, может быть, по телефону поговорили, или что произошло? Ты же увидел все это, и он тебе как-то это объяснял или просто? Вот, знаешь, как со мной, многие просто раз замолчали и как будто никогда не знали. Мы не сильно-то и общались, он был молодым, ну, то начинающим большим уже, но начинающим артистом. Я был более известен, но он попросил о фите, мы сделали этот фит. Я действительно восхищаюсь его талантом, но, к сожалению, видишь, слава и деньги стояли в первых рядах. И я этого не понял. И я написал открытое письмо тогда ему. Потому что, понимаешь, как... В его ответе он написал: ты хочешь на мне попиариться? Это очень смешно. Ты на нем попиарился? Да. Открытым письмо было почему? Потому что мы публичные люди. Понимаешь, нельзя это такое между собойчики такие устраивать. Если вы написали песню, в которой декларируете правду, да, там это его текст был, в котором была декларация, там были слова очень серьезные, да, о том, что, например, ну, грубо говоря, как потом смотреть людям в глаза, если ты будешь читать, петь одно, а делать другое. Как, ну и так далее. Ну так ничего, далее. как-то у них получается. А вдруг и вышло, да. И он, и еще один мой знакомый говорили мне: да это просто удобно, нам в принципе насрать, у нас своих проблем много. Ну было удобно. Там Краснодар, там Симферополь и дальше. Каждый раз, когда я спрашивал у этих больших артистов, говорил: зачем вам в мировом туре эти два города? Да? Ну зачем они вам? Если бы мы вместе все, люди медийные, тогда отрицали это, сразу поставили на блок, гораздо быстрее бы эта проблема так решилась. Они же оправдывают да, это. Да. Так это и есть. Но, понимаешь, они этого не понимают. Да ладно. Да понимают. Не, ну они не просто не, может быть, стараются себя убедить в том, что они не так значимы и что им сильно Знаешь, это для меня напоминает вот что. Ну вот мы что-то слышали на крае уха про лагеря, там Бухенвальд, Аушвиц, да, но рядом вот в городе же живут люди, и мы для них дадим концерт, там, да, ну ничего, что там немножко надо дымом тянет из печей, да, там попахивает дымом человеческим, сломанными жизнями, смертями, но тут же люди, мы же для людей выступаем, да, мы же несем там мир и так далее, и так далее. Дело в деньгах просто у них и все. А мне тоже так кажется. Все эти объяснения такие смешные. И украинские артисты, которые там выступают, тоже. Да? Ну, скажи честно, люблю бабло. Да, там платят в 4 раза больше. Не могу да? себе позволить отказаться. Что угодно. Бабло. Говоришь, это бабло. Бабло это ты думаешь, что их не принуждают, да? То есть просто вот... Конечно, никого не принуждают. Да? Конечно, нет. Ну, и даже если бы принуждали, пожалуйста, вот мой дом открыт, я принуждаю, давай. Ну, вообще это еще позорнее. Знаешь, когда при Сталине там расстреливали членов семьи, когда там при Гитлере там могли что угодно сделать, это я еще могу понять, да? Такой уровень страха. Когда весь твой страх — это страх оказаться без $100 000, вот. Ну, как знать, я не могу заглянуть в чужая душа потемки, может это страх и больший, но факт остается фактом. Все эти люди, с которыми спали в одном автобусе и в одних каких-то, не знаю, терминалах аэропортов, с кем здоровались за руку, очень быстро по вот этому триггеру стали они рукопожатными. Один в один, как у меня. Но я, правда, там жил, и в один момент все журналисты, которые были против Путина, которые были за демократию, они все против да, Путина. все были против, да. До момента. Да, и вдруг прям раз на Крыме все сломалось. Все, да. А с кем еще из известных звезд там поп-рок сцены ты поддерживал контакты до войны? Очень много с кем. Ну, когда вы популярны, ну и не корчите из себя никого, люди тянутся к вам. Но я, наверное, знаю, ну не большинство, но львиную долю лично артистов и поп, и рок-артистов. Так получилось, что мы я получил 2 из 3 самых высоких музыкальных наград этой страны. Одну из которых мне вручал вообще какой-то комендант Кремля, а вторую
какая-то девушка-спортсменка, она то ли чемпионка, то ли еще что-то. На них присутствовали, и за кулисами в одной гримерке сидел весь так называемый бумонт России, который тут же подписал, я вот сейчас записываю песню с такими словами, что очень смешно. Ну, я написал ее давно, но решил все-таки записать. И там есть такие слова, что мировая случилась премьера, полуостров замужем за пенсионером, а заслуженные и народные подписали, что цель благородная. Да. На самом деле, знаешь, мы так смеемся и смотрим на это. А на самом деле, эти люди, которые оправдывают преступления, они гораздо даже хуже, чем те, кто их совершает. Потому что совершают идейные, а оправдывают проститутки, извините за такое выражение. И когда... Нет, они же служат чем? Они служат для мира, и особенно внутри этого рейха, оправданием того, что он делает. Ну, типа, если этот молчит, да, если вот Шевчук Юрий молчит про Украину, да, ну, значит, все более-менее нормально. Он уже типа моральный авторитет, он же типа против Путина, да. Вот, ты, кстати, знал его? Нет? Я не могу Лично сказать, не что знал, мы да. близко знакомы. Кто Я так видел его, видел, но, да? да. Ну вот тоже человек, да? Такой прям весь из себя. Там Юра музыкант, там на Путина. Весь такой был, там Макаревич рядом с ним там был вообще каким-то плюшевым, а он был такой прям герой, да? И тут раз перещелкнуло. В интервью говорит, что с бандеровцами нам не по пути, оказывается, да? Да, серьезно, я не видел да, это с бандеровцами интервью. ему не по пути. Где он и где бандеровцы, и где Бандера. Я думаю, что он ничего про это дело даже не читал. Знаешь, для меня какой триггер интересный. Помнишь, был популярный очень фильм про Колчака? В нем играл... Этот фильм, там играл этот актер Хабенский, и да, фильм да. назывался «Адмирал». «Адмирал», да. Я его смотрел с открытым ртом совершенно. Я, знаешь, чего я не понимал тогда? Я не понимаю, почему Колчак герой, а Бандера нет. Потому что, они же оба боролись с правильно. советской властью, Но правильно? есть Ну, нюанс. Да, Но ты что- понял, почему? Да, конечно. Ну, расскажи, извини. Потому что Колчак представитель Великой империи, он великорос. Да? Да, он за империю, а Бандера был за независимую Украину, вот и все. Это как когда-то Сталин снял фильм про Ивана Грозного в период войны, да? И про этого Александра Невского, который, казалось бы, царизм проклятый, да, а тут коммунизм. Да, да. Но надо было сшить тогда вот эту И историю. вот оно сшивается очень красиво. А С Путин одной сшил стороны- победобесие вот это. Ну просто да. ты понимаешь, очень интересный момент. Это если бы мы одной рукой бы... Кстати, мы так и делаем, только на местечковом уровне. Памятник Щорсу у нас стоит, и Болбочану мы тут же открываем бюст. У нас два вот этих штуки идет. Вот это такое наследие. Мы не можем сами избавиться от вот этого вот дуализма страшного, потому что я не понимаю, что ему лошадь это нравится, я не понимаю. Наверное, нравится конь просто, да? Они не хотят сносить Этот памятник коня. такой Конь интересный. красивый. Его обносили лесами, потом не обносили лесами. Потом, ну вы или наденьте, или снимите. Я не знаю, как это все. Дальше я как шучу. Когда разговор в компании заходит о России, и люди сейчас уже 6 лет спустя говорят, ну, наверное, уже на излете были, да, уже как бы там падала популярность, им было легко отказаться. Когда людям говоришь, что вообще-то нет, и был контракт расписанный на год вперед, и еще стояла очередь из промоутеров, чтобы закончились те и начались те, они не понимают. И второй момент, очень смешной, про лошадей и колчаков, когда заговариваем, и люди спрашивают с той стороны, ну, люди из России спрашивают, говорят, ой, класс, скучаем, любим, обижаем, все дела. Жалко, что вот, конечно, так получилось. Ты говоришь, в смысле? Жалко, что я не приехал, или что война произошла. Как получилось? Да, что жалко. Да. Ну, да. что вот вас так как бы обидели, краянули. Говорю, в каком смысле, дорогой мой? И потом этот разговор идет дальше, и заканчивается. Как-то раз он закончился с одной молодой тогда еще командой, очень клевым разговором, мне он понравился. Они говорят, ну, слушай, на самом деле мы были друзьями, братьями, чего не хватало? В библиотеке в Москве был Шевченко, все дела. И борщ даже в кафе подавали. Ты представляешь себе? Да. Ребят, ну а представьте себе, что вот это мы меняемся местами. И я вам говорю, что в библиотеке у нас, Вернадского, есть томик Пушкина. А все остальное, вот все Достоевские, все, это, можно и забыть, неважно. И там и прозвучала совершенно страшная фраза, уже не в этом разговоре, а в другом, как аргумент, воспитанный, интересный, талантливый человек. Он говорит, у вас же не было Достоевского.
Я тебе, знаешь, зря ты упомянул Достоевского. Это одна из моих любимых тем. Я вообще считаю, что надпись «Великая русская литература» написана на башне танка. Ой, да дай им Бог. Да. Нет, это серьезно, потому что Достоевский, он оправдывал вот этот русский мир. Вот есть две вещи. Достоевский в 19 веке и фильм «Брат 2» в 20 веке, которые дали им представление о том, что они какие-то особенные. Но они же говорили, Да. что это артхаус, понимаешь? Все кричали, что это как бы, что это такая, что это гипербола. Все кричали, что это самоирония, переходящая в сарказм. И ужаснулись, наверное, только мы здесь, да соседи наши, тем, что никакая это не была, никакой это не был сарказм. Знаешь, почему это еще? Я потом понял, тоже не знал, думал, что там были какие-то другие фильмы у Балабанова, но кроме «Брата 2». Но оказывается, Балабанов, это его знакомые говорят, был жутким антисемитом. Я не знаю. И ксенофобом. Ну, вот мне так рассказали, что он такой был. Как и, кстати, Достоевский. Это все знаешь, один это в один. одна бабка сказала, будем знать Нет, их не бабка, лично. не но- бабка. Ну, что их знать? И они уже беседуют с моторолами там. Но, что хотел тебя спросить? Да, вот и еще один вариант. Да, на самом деле, если бы ты поехал сейчас в Россию, например, тебе бы гонорар еще вдвое больше был. Ты так думаешь? Даже если бы ты молчал. О чем говорить? Нет, просто вышел и сыграл. И они все написали у себя в газетах, что вот нет никаких препятствий, украинские музыканты приезжают, значит, в принципе, диалог народов есть. возможен. Нет, препятствия есть. Это оно в тебе есть. У них нет препятствий. Они бы, наоборот, рады. Я объясню тебе, например, это же началось задолго до войны. Это осознание препятствий пришло тогда, когда мы из андеграундной группы стали действительно большой группой. Там те все огоньки, там вот, как бы популярная группа, да. Ну что-то произошло, как с Соем и кино, когда вот они вылезли из подвала и стали супер популярными. Ну вот что-то в этом роде, да. Как это понять, как это стало понятно, да? Как шовинизм вдруг стал явью. Почему это случилось? Потому что на эфире один из таких примеров. На эфире на Первом канале, когда еще никаких мальчиков в трусиках еще и в помине не Скажем, было. 2010 год. Ну, какой-то там, 11 или 12 год. Мне сказали, а может, пожалуйста, спеть какую-то вашу русскую песню? Я говорю, ребят, вы понимаете, какое дело? Большая мировая промо-компания. Мы едем в тур. И в этом альбоме мы ставим, я выбираю те песни, которые экранизирую, их потом промотирую. На конце концов, которые ты хочешь. Да, те, которые я хочу. Да. Вот я выбираю вот такую песню, и вот у меня была вот грубо, это так, такое вводное в шоу-бизнес, да. Вот у меня был, там было аллегро, а сейчас будет медленный темп, да. И это, я не знаю, как это, баллада. И я хочу ее играть. Баллада о любви, красивая на украинском языке. А все поют. От Владивостока до Москвы у меня всего 2 русскоязычных песни. Как бы не в мешало. программе. Но Первый канал. Всего 2. Ты должен был обязательно... Они говорят, понимаешь, она на украинском языке. Я говорю, ну и что? Я говорю, а что только одна группа из одной бывшей республики может петь как при Совдепии, да? Есть какая-то квота. А, квота, да. Да, на одну один поэт какую-то Шевченко у нас только будет один. в классиках, да? А у нас один белорус, один казах, один хохол. Это советский понимаешь? подход, Вот такой говорят, подход. да. И я говорю, в смысле, почему нет? Как это нет? И вот это тоже преграда была уже тогда, потому что все смеются, и многие обижаются даже сегодня. Говорят, Хлывнюк, почему ты позволяешь себе сейчас записывать песни на русском языке? Я говорю, во-первых, потому что я владею этим языком. Во-вторых, потому что я считаю, что могу себе это позволить. И в-третьих, это поза. Почему? Какая поза? Что это поза? Хочешь, наверное, 5 рубликов? Я говорю, потому что я здесь, в Украине, да, в стране, которая декларирует, по крайней мере, свое европейское будущее, могу себе позволить записать и выпустить песню на русском. Позволь себе. А русский артист в России на украинском не может. А ты не хотел бы когда-нибудь? Он не может поставить ее на радио. Он просто не может ее поставить. И это так настолько очевидно, настолько примитивно, как-то это каменный век. А ты бы не хотел по-крымско-татарски? Если бы я владел языком, я с удовольствием хотел бы. Если я записал сейчас испанскую версию одной песни, и это была работа
когда с тобой редактор работает, ну, когда адаптирует для тебя, и с тобой на студии работает ассистент редактора дубляжа. Ну, носитель языка. Да, и он подсказывает тебе, потому что все-таки ты должен вложить смысл, понимаешь? Ты не можешь просто звуки издавать. Ты должен, во-первых, понимать, а во-вторых, корректно и очень правильно излагать на языке. Его нельзя коверкать. Я, как носитель украинского языка, могу себе позволить суржик, да? Потому что там я включаю там иронию, самоиронию. Да? Я пытаюсь таким образом, такими красками донести что-то. А если я буду с ошибками играть, я это называю играть, потому что это как дети играют, знаешь. И я буду играть на языке другом, мне будет стыдно. А знаешь, как у меня, когда иногда спрашивают, почему я пишу Да, по-украински, да? Так. Но говорить мне сложнее, и мне стыдно, что вот действительно, если бы я, наверное, был носителем украинского языка, мне бы было, ну, так более... А ты не стесняйся, я не буду. Я запишу на крымско-татарском песню, а ты не будешь стесняться говорить на новом языке. Ви домовились? Домовились. Обіцяєш? Обіцяю, давай спродюсуй це і гайда. Який з мене продюсер? А це ж дуже просто. Ти знаєш носіїв мови, скажеш, оберіть пісню, адаптуйте, скажеш, вони адаптували, і я візьму людину на студію і запишу це. Це дуже просто. Давай. На це буде дуже добра справа. Ось тобі. Мова ж йде не про продюсинг, маючи на увазі вкладання грошей, а про виробництво саме, ну, допомогу зробити це. Смотри, вот из известных в бывшем СССР таких классиков жанра, мы упомянули уже Шевчука, но есть еще и такой вариант, срединный, как я называю. Вот люди, которые к нам ездят, да? Борис Гременщиков, Андрей Макаревич. Да. С Гременщиковым я знаком лично. Да. Ну, они ездят, да, они поют здесь, но при этом ничего не говорят. Вот я был на концертах, где Андрей Владимирович Макаревич, конечно, глубоко уважаемый как классик-музыкант там, и так далее. Ну, все мы, извините, вырос, понятно. Так да? и есть, да. Вот. Он ни слова не говорит про Украину. Сейчас? Да. Перестал. 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 Угу. Я это случайно заметил. Мы ходили как-то на концерт с моим другом, одним дипломатом западным, и мы думали, что он хотя бы скажет, ну там, не знаю, слава Украине, что такое. Нет. Ничего. Ты понимаешь, есть еще такая... Я не оправдываю сейчас ничего, мне это больно. Ну, правда, мне больно Я не слышать слышу, чтобы такие слова. Гребенщиков что-то сказал. Я не то, что я там к Макаревичу доматываюсь, но Гребенщиков ничего не говорит. Они приезжают, отрабатывают, да, и уезжают. То есть и вашим, и нашим мы поем и пляшем. Я прошу. Я знаю лично Бориса Гребенщикова и ходил вот недавно на его концерт и говорил с его музыкантами, и потом уже и они говорят. Они говорят и говорят много, и говорят на концерте понятно. Говорят? Нет, на концерте он ничего не сказал. Я говорю. Могу ли я сейчас судить об этом? Ты знаешь, артист иногда, опять, это не оправдание, нет, все понятно. Я просто хочу, чтобы объяснили. Мы это объяснили. Я тебе попытаюсь проговорить это. Во-первых, ты играешь концерт всегда для того, кто пришел впервые. Это такое правило, такая аксиома музыкальная. Во-вторых, тебе кажется, иногда не кажется, а ты уверен в том, что ты доносишь материалом и своей позицией уже озвученной четко и ясно то, что ты хочешь донести. И третье, когда entertainment артист, а это так и есть, несмотря на жанр, он просто теряет аудиторию постоянно. Я не могу на своих концертах... Я это делаю, но я четко знаю, что к чему это ведет. Люди приходят на концерт. Это не митинг. Понимаешь? Это не митинг. Но давай так. Я же не за то, чтобы митинг устраивать. Но я думаю, что если бы хотя бы раз упомянутые нами суперзвезды советского рока сказали бы что-то здесь явно Нет, ты хочешь не хотя бы раз, ты хочешь каждый раз. Каждый раз. Но даже если бы один раз, то вот этот дуализм, концерты там и концерты тут, быстро бы закончился. Да, это правда. И это негласное Возможно. правило, мне кажется, действует. Наверное, ты прав. Может быть, да. Я не думал об этом. Однако, ты понимаешь, в той или иной мере общество, да и мы тоже, я вижу, ты нет, а я, наверное, грешен, мы все равно хватаемся за какие-то последние соломинки. Мы стараемся ухватиться в поисках. Это как, знаешь, ты ждешь, ну хоть кто-нибудь, ну пожалуйста. Просто ждешь от людей эмпатию, хоть как вот это самое эмпатичное, да, ты как ждешь будто, от них. да, ты ж, ну не может быть, ну почему же, ну как, это ведь все же настолько очевидно, что кровь, извините, льется из всех щелей, все, ну почему?
Увы. Ну вот я не могу себе представить, вот честно прям скажу, не могу себе представить концерта ни Макаревича, ни Гребенщикова, ни каких-то других людей, которые вроде бы не антиукраинские, не выступают в Крыму. Концерт, допустим, даже не для действующих бойцов украинской армии, а даже для ветеранов войны с Россией, которые были ранены, у которых погибли их... Почему не можешь? Ну, до этого не будет никогда. Ты представляешь себе концерт Макаревича или Гребенщикова для ветеранов российско-украинской войны с нашей страны? Представляю. А почему его нет? Почему его нет? Хороший вопрос. Но я себе явно это представляю, как это могло бы быть. И это было бы очень правильно. Однако я думаю, что репрессивная машина заработает сразу российская Это с такой будет называться силой. оправданием терроризма. Потому что их законам? говорить про украинскую армию что-либо положительное или выступать для них, и люди это точно А в чем знают. заключается терроризм украинской армии? Нет, просто ты не понимаешь. Вот я, например, в России террорист. Да? Официально со статьей. Я сейчас сижу в тюрьме Лефорт по их там решению. Но это не важно. Да я про то, что там есть такое понятие, что если ты говоришь хорошо об украинской армии, ну или поддерживаешь ее, даже не материально, а морально, это называется оправдание фашистского режима. Это вот, я не шучу, ни черта. Ну, это на словах. Нет, это так Нет, я знаю. Ты же говоришь таким же, только намного калибр поменьше. Рупором бандеровской пропаганды, там еще чем-то. Ты знаешь, наверное, как ни страшно мне это говорить, потому что я себя считаю гораздо ниже уровня поэтом, чем, например, те, о ком мы говорим. Все-таки не расти и расти еще до работ Гребенщикова или Макаревича. Ну, наверное, да, я просто хочу это обозначить, понимаешь, чтобы не возникало такого, чтобы не передергивали, что да кто этот мальчишка по сравнению с тем. Я согласен, я мальчишка по сравнению с ними, как с авторами. Однако, наверное, нам надо просто забыть, в хорошем смысле слова, по-доброму, просто забыть на время войны об этом, и все. Просто не думать об этом. Зачем мы зря только мучаемся себя, в целое общество? Как-то надо выдохнуть и отвернуться. Надо просто работать своей. Вот, понимаешь, есть качество товаров и услуг. Направим внутрь силы свои, направим силы свои сюда. Не надо нам постоянно понимаешь, такой щупальца уже отрезали, а она все еще это конвульсии. тоже такой элемент меньшевартости, все время сравнивать себя. Это похоже на то. Между прочим, вот по крайней мере до войны в определенных кругах русских считалось, что украинский рок, вообще украинская музыка круче. И об этом даже потом они перестали это говорить. Но потому что реально там был какой-то рывок, это вопли Видопляса были, Акианализа, потом вы там и так далее, и так далее. Да. И это реально просто сносило с доски многих этих исполнителей. Ой, слушай, тут нет конкуренции. Это все конкуренция, один понятно, и тот же человек идет на разные концерты. Кстати, ты знаком с наш рок-н-ролл? Это не цели, даже не средства. Пела Чечерина, который сейчас народный артист ДНР. А Гарик Сукачев тоже там чуть Я с ним виделся, но я не могу назвать себя его знакомым. Нет. Слава богу. Ты знаешь, да, я очень рад. Иначе в большом количестве тех, с кем я больше вряд ли когда-либо буду общаться, были бы еще эти люди. А это еще к тому же и преступники, к сожалению, огромным. Может, они не отдают себе там отчет, хотя все они отдают, все отчеты. Но нарушение государственных границ и поддержка действительного терроризма – это криминальное преступление. Под каким соусом оно подается, и пока оправдывается. Ты знаешь, может быть, мы с тобой застанем такой момент, который мы видели. Я мальчишкой совсем, я был мал. А ты уже, наверное, помнишь, когда в полете переобувались. Помнишь, когда Советский Союз распадался? И когда все становились такими либералами, и такими... Конечно. И все всегда были, и все бывшие сотрудники НКВД разрушали режим изнутри. Артисты и в первую очередь, наверное, они любят. А может быть, наоборот. Может быть, мы окажемся, не дай бог, конечно, но мы окажемся в таком меньшинстве, что нам придется еще большую цену заплатить за свои убеждения. Все может быть. Я хочу напомнить нашим зрителям, что у нас прямой эфир, и там есть телефон, и вайбер. Можно звонить из Австралии и задавать вопросы Андрею Хлавнюку. А я пока зачитаю вопросы, которые пришли в Facebook. Ага.
Значит, вот Микола Куземко, наш українець, но живет он в Прагі, наскільки я знаю. Запитання до Андрія. Як змінювався його емоційний стан після Майдану? І в якому становищі цей стан зараз? І що він з собою робить? Особливо, коли здається, що все навколо зрада. Дякую. Для мене було шоком, жахливим. Весь світ мій перевернувся. Во время Майдана я видел, как укладывают убитых возле Макдональдса, и вряд ли я когда-нибудь в этот Макдональдс зайду. Вот. Я видел, как в моей машине с разорванными ногами ехали люди и волновались, что заляпают кровью салон. Мне повезло, я прописан был за кордоном милицейским, я мог въехать автомобилем туда, и это дало мне возможность немножко покататься и чуть-чуть, вот настолько быть причастным к революции достоинства. Вот, но это настолько меня... в какой-то момент, я помню, мы разговаривали в кафе, а работали кафе. Помнишь ты это? Все работало, я же да. приезжал, конечно. И мы говорили с моим партнером Лешей о том, что хотим мы этого или нет, стало очень явным, что жить для себя, только для себя, во внутренней эмиграции больше невозможно и никогда не будет. Это был и подъем, и огромный шок, удар. То, что сейчас кажется все зрадой, во-первых, надо на кураже и весело бороться с... Не погружайтесь, научитесь не погружаться в уныние. Тот, кто ненавидит, тот, кто в слезах и в соплях, тот уже побежден. Всегда с улыбкой. Мы просто обязаны держаться друг за дружку, улыбаться и работать, идти в своем направлении, жить в своей стране, помогать этой стране, друг другу. Это нормально, никаких проблем. И я не свят. Мне есть за что стыдиться. Но поймите, если вам кажется, что все зрада, скажите об этом своим друзьям. Пойдите, сделайте что-то, не сидите сиднем, не сидите на диване. Участвуйте, если вы медийный человек, донесите информацию до тех людей, которые вам верят, если вы уверены в ней, если вы готовы за ней идти. Вот. И не переживайте, зрада, не зрада, назад пути уже нет. Есть четкое направление, по которому идут трезвые, нормальные, интересные люди, жизнерадостные, алчущие трудиться, да, алчущие расти, развиваться. Никогда ничто не остановит прогресс. Скажи мне, пожалуйста, в целом, пророссийский реванш возможен в Украине? Конечно. Возможно? Конечно, возможен, да. Конечно, возможно. Если мы будем сидеть дома у себя на диване, если мы будем расслабляться и бояться, если мы будем соглашаться с ползучим этим реваншем, он может произойти. И тогда, а мы умеем уже, не надо быть всеми пядей во лбу, 100 лет назад он случился. Произошла независимость Украины, произошло Скоропадский, потом Директория. Потом все переругались и пришли русские. Да, пересрались. И что мы получили в конце концов? Мы получили террор, голод, войну, участие в войнах империалистических на стороне жуткого государства, в котором я родился и в котором было мое счастливое детство. Но это не значит, что это государство было хорошим. Я тоже скучаю за своим детством, за тем, как папа меня нес на шее из садика, да, домой. Но это не значит, что... Отделять от реальности. Да, но это разные вещи, детства. друзья мои. Еще вопрос есть. Слушаю. Тоже из интернета, из Фейсбука. Валентин Бистріченко из Харкова спрашивает. Яким чином він бачить, ти, повернення Криму та Донбасу до України? Які конкретні дії влади та артистів, зокрема, мають бути для повернення та реінтеграції? По-перше, це не визнання і не схвалення ніяким чином окупації, чітка декларація позиції щодо цього як громадянина цієї країни.
По-друге, робота консолідована. Це теж я не профі, я диванний експерт. Але ви спитали в мене як громадянина України, я вам відповідаю свою думку. Можливо, вона якась примітивна, вам здасться, чи ще щось, чи там. Але все наше суспільство від голови до низу повинно консолідуватися для того, щоб всі інші держави світу, в них не виникало питання. Здались ми чи ні? Да, що це так? Позиція має бути дуже чіткою. От. І так само, як Балтійський, не люблю, коли кажуть Прибалтика. От, коли очень правильно. Прибалтика – це совєтський термін. От, як Балтійські країни працювали і говорили про це, і добилися врешті-решт свого. Так само і ми доб'ємося. Історія, ну, це наука. Це дуже чітко ясно. Є приклади такої боротьби, і є приклади перемог. Малюсіньких отаких суспільств над велетенськими імперіями. Якщо б не було УПА, не було б України в 91-му. Ну, знаєш, так, безумовно. Я думав про це також, але там це цілий спектр всього. Если бы не было литовской армии в лесах, которая безнадежно воевала, так же, как УПА в это же время, которая вся была перебита в количестве более 20 тысяч человек, военных только. Я цікавився. Не было бы независимой Литвы тоже. То есть ничего зря не было. Давай будем немножко шире говорить об этом. Мы говорим только о вооруженном сопротивлении. Давай скажем о том, если бы не было воли народа к литовцы и так независимости, да? и в том числе выражение в вооруженном сопротивлении, конечно, это бы не случилось. Если бы не согласились, сейчас там, может, пан придет, может, добрый будет барин, конечно, этого бы не было. Расскажи про кино, которое сейчас скоро выйдет. Ух ты, интересно, да, расскажу. Но мне рассказали, вот, что есть такой фільм, у тебя песня есть наодинці, да? Да. Дуже круто, насправді. Дякую. Мені дуже сподобалося. Дякую. І фільм має таку ж назву, і хто його зняв, і ми навіть можемо зараз подивитися, режисер наш може поставити невеликий тизер цього фільму, а потім запитаємо. Я трошки... Давайте. Мене звати Андрій. Я соліст одного з найбільших рок-гуртів в Україні. Ми у дорозі з нашою групою, друзями з різних країн, які займаються мистецтвом, і знімальною командою. Ми на шляху туди, де маємо відіграти, мабуть, найважливіший концерт у нашому житті. Це буде концерт для вкраденої землі. Протест проти анексії Криму, який пройде максимально близько до воєнної лінії розмежування з Росією. Що таке Крим для моєї родини? Крим – це мої друзі, мої колеги, мої рідні. Щоразу, коли мої діти мене питають, тато, чому ми не їздимо більше до Криму, я отримую удар, не знаю куди, в серце. На сході країни сепаратисти, яких підтримує Кремль, ведуть війну проти України. На півдні Крим анексований Росією. Ми музиканти, а не активісти. Але ми хочемо спробувати зробити щось вагоме для нашої країни. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей дізналися про українських політичних в'язнів, яких утримують у російських тюрмах. Це фільм про те, як я почав протестувати, як я вирішив спробувати допомогти своїй країні. Я музикант, що пише пісні про кохання, але я хочу використати свою сцену, щоб допомогти моїй країні бути почутою в усьому світі. Я так понял, что это фильм не для Украины, а для других стран. Да, так. Этот фильм снял очень именитый, талантливый режиссер Эндрю Смит. Спродюсировали его, кроме нас, режиссер и продюсер Белорусского свободного театра. Вот. И этот фильм был частью, он снят давно. Монтаж закончился вот только сейчас.
И, к сожалению, наверное, можно на пальцах одной руки, если не на половине пальцев одной руки, посчитать телеканалы украинские, которые согласятся взять этот фильм и показать его по телевидению. Пока что только телеканал «Культура» дал свое согласие. Ни один другой телеканал в Украине не согласился на то, чтобы показать это кино. Он был снят в рамках борьбы за то, чтобы сделать медийными, максимально медийными во всем мире украинских политических заключенных в тюрьмах на оккупированной территории и в России. Но сейчас многие из тех, кто были в кадре освобождены, обменены, да, но есть другие. и очень много крымских татар. осталось. Десятки и большинство это крымских правда. татар. Те люди, сейчас, фильм, да, он о Сенцове. Но Олег, теперь уже мой хороший знакомый, я очень рад каждому звонку. Он звонил мне вчера, просил музыканта какого-то, чтобы он ему фильм, там что-то. И у меня улыбка была до ушей, 32 зуба. Он мне звонит каждый раз, я думаю, господи, какая конечно, он мне просто может позвонить, сказать, что он снимает кино где-то там, ему нужен какой-то музыкант на студию. И я все говорю, да я, конечно, любых музыкантов, только будь. Вот. Олег служил и служит и до сих пор, понимаешь, такой триггером, таким крючком спусковым, самым главным медийным лицом, за которое могло потащить за собой всех остальных. Мы не могли кричать о каждой фамилии. Да? Ну, это правило медийности тоже. И он был самым известным, и все силы были направлены... Ну а сейчас не утратил актуальность вот этот месседж, так как Олег Нет. уже год на свободе? Нет, конечно. Нет, конечно. Фри Олег Сенцов – это не значит только Олег. И не значило никогда только Олег. Это значило борьбу в 21 веке всех нормальных людей, обыкновенных нормальных людей, неважно, музыканты, они там политики, неважно, журналисты или просто бизнесмены, там кто, служащие. Борьбу против политических репрессий. Ведь это же самая настоящая какая-то Северная Корея. Это политические репрессии. Слушай, тебе пишут из Крыма. Передайте Андрею привет из Крыма. Скажите, что в Симферополе его песни звучат еще чаще. Класс. Вот, видите, оказывается, ну... Знаешь, что вот последние новости были буквально сегодня. С утра, что готовится, ну дай бог, состоится новый обмен, там более 100 человек, не знаю, сколько с той стороны. Но с той стороны 100, вроде как наших вернется, сколько мы отдадим, я не знаю. Ни одного крымского татарина среди них, хотя крымские татары составляют большинство. Сейчас из политзаключенных, там процентов под 80. Но этот обмен, как бы говорится, что этот обмен с ОРДЛО, да, с людьми, которые там были захвачены и так далее. А вот. Что у нас, мы напрямую, для нас это что-то отдельное? Разве? Нет, ну просто это русские диктатуры. У них же в руках, я прошу прощения. Фюрер не хочет отпускать татар. Да, именно не хочет крымских татар отпускать. Сейчас идут суды подряд. Людям дают по 17-15 Я знаю, я слежу за этим, и это ужасно. И самое главное, что они пытаются подтянуть. Ведь это уже и по национальному, и по религиозному признаку дискриминация жутчайшая. Они пытаются подтасовать ни в чем не повинных людей под вот эту мировую истерию антиисламскую, понимаешь, еще? И они думают, что они, такое, прости, дворовое слово, пропетляют. Каким образом это относится к крымским татарам, которые никогда в жизни не участвовали ни в каких террористических потому что иные, понимаешь? Это работает. Если это сработало по отношению к украинцам, то они думают, что это сработает еще больше по отношению к другим нациям. А чем дальше, как им кажется, потому что никто не дальше. Нет никакой разницы. Люди – это люди. И мне так думается, они хотят вот таким образом искоренить сопротивление, да, растоптать целый народ. Ну... Опять же, история нам говорит только об одном. Это невозможно. Нас топтали 240 лет с Екатериной. Очень короткий вопрос. Потом я еще спрошу одну тему. Что для тебя Крым и кто для тебя крымский? Это моя семья. Это мой дом. Это мои родные. Ну, в смысле, что для меня Крым? Я не разделяю эти понятия. Ты знаешь... Я не политик, и я могу говорить на такие темы открыто. Я верю, что
и я думаю искренне. И я не хочу сейчас никак, не потому что мне хочется там тебе приятно сделать или что-то. Я там пришел на крымско-татарский канал, хотя это украинский канал. Пришел и буду сейчас тут там как-то... Слушай, ну мы вообще с тобой не про это. Может, даже не говорим. Я тебе просто хочу подвести. Это очень важно. Это была ошибкой. Огромной ошибкой всех правительств нашей страны, что не направили силы для более сильной автономии, не направили, грубо говоря, вот по-народному не отдали Крым тем, кому он... Наоборот, русским отдавали, вот создали была, вот эту русскую автономию, которая... Это был отголосок этой страшной... Мы подыгрывали. Я сам помню себя. В 2008 году, пускай это пример не об этом, но он очень знаковый. Мы гастролировали в России, когда началась грузинская война. Да, мы были против, мы обсуждали это все. Но, понимаешь, тугодумы, пока тебя самого по шапке не ударят, ты немножко не понимаешь, не будут, что-то в этом роде, да, или что-то, наверное, как-то там они там разберутся, может, действительно что-то там, а может быть, эта пропаганда, она работала, понимаешь, и теперь это стыдно. Каждый раз, когда ты заходишь, не знаю, своим друзьям, приезжаешь в Грузию даже на концерт, это очень стыдно. Вообще, да. Но это значит, что даже вот прям буквально до аннексии Крыма, и сейчас даже такие голоса иногда раздаются, что все-таки русские нам братья, да, а татары, они какие-то чужие. Вот на этом основана вот эта машина совершенно жуткая, репрессивная. Вот они подливают, так же, как они в сторону повстанческой армии, миллионы рублей советских потратили вкладывали, на конечно. Вот это, да, на расчеловечивание. Вот перед тобой сидит человек из шоу-бизнеса. Вот на печатную и радио, и другую продукцию. И ты вставляешь туда, что тебе надо, и вдалбливаешь, пожалуйста, что... Бандеровцы, фашисты равно, всё крымские там, татары, да, там, террористы, тоже, нет, чужие. фашисты, как же, нет, это же был же разговор о том, что да, чеченцы, татары, украинцы, Литва, лесные братья, ну все там, кто... Ну, видишь, и самое страшное, что добрые, отзывчивые, самые люди, они могут быть ведомы, они верят в это. Они не верят своим соседям, своим братьям и сестрам, а они верят в телевизор. Скажи, Украина нынешняя, это очень важно просто знать и тем людям, которые в оккупации особенно, да? Нынешняя Украина, она преодолела в себе вот на уровне общественного мнения такое отчуждение от крымских татар? Что Нет, вот русские конечно, братья, а крымские татары... Нет, еще нет. Но все-таки вот я, по крайней мере, в моем общении, да, люди уже, думающие. Весы качнулись, все понимают. но должно все произойти, безвозвратно. Это еще, понимаешь, то, что сейчас общество, мы это чувствуем, но мы в столице, понимаешь? И в таких кругах, наверное, все-таки, в которые информации больше поступает, и мы с тобой, наверное, я тоже это предполагаю, только общаемся все-таки в кругу определенном. Мне бы очень хотелось, чтобы это было на 100% правдой. Но я сомневаюсь, и я не хочу сомневаться. Вот ты знаешь, я когда тут узнаю, что я крымский татарин, они сразу по-другому люди относятся. Но я же не общаюсь с ватниками. Да, но понимаешь, обрати внимание на такую очень странную ситуацию. Мы говорили о реванше, да? Говорили о реванше, мы взрослые люди, можем себе позволить говорить на темы разные. И вот реванш. Почему он происходит? Почему? Это очень просто. Потому что люди верят в телевизор, и дальше большинство людей верят в телевизор. И они не верят ни себе, ни тебе, ни мне. Знаешь почему? Очень простой ответ. Я это слышу все чаще и чаще. Первое, пожалуйста, не уходи в политику. Ребята, я никогда не уйду в политику. Я уже в политике. Просто я не баллотируюсь никуда. Никто меня не поддерживает и ничего. Просто моя политика заключается в том, что я хочу, чтобы у меня дома было чисто. Я не хочу, чтобы мои деньги тратились налево. Вот и все. Которые я, он, 5-й, 7-й, 8-й, вы даете на... Нет, и чтобы маньяк пришел. Так, и второй момент. У нас меньше минуты остается. Люди говорят, а значит, вот эти хотят, вот ты и я, на этом нажиться.
Значит, они, конечно, раз они там, в этом телевизоре тоже, раз они здесь, значит, им так сказали, они продались что-то там 5-е, 6-е, 20-е, понимаешь? И они не могут, они вот так вот прямо... Человек всегда, когда о ком-то судит, он судит о себе. О себе, да. Ну что ж, давай работать над собой. Давайте работать над собой. К сожалению, время нашего эфира этого подошло к концу, но я уверен, что Андрей Хловнюк еще неоднократно придет. Удивительно, что он до сих пор не был, конечно. Я сам себе удивляюсь. Да? Спасибо, что пришел. Спасибо, что смотрели. Смотрите АТР, телевидение людей, которые не продаются. Всего доброго. Спасибо, Андрей. Очень приятно. Яшайышымызда әр күн чешут түрлі әдиселер олып кече. Чешут түрлі проблемлер ve sualler peyda ola. Allah'ın yüce kitabında ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde mutlak cevap vardır. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkera ulul albab. Ey Muhammed! Sana bu kitabını indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akıllı olanlar ansınlar. Akşam saat 16'nı 15 dakika keçkende ATR telekanalında Mübarek Cuma günü canlı efirde ana tilimizde sohbetleşmeye sizni davet etemiz. Чем обернулись первые походы Девлета Герая на Москву? Какую роль играли в его жизни первые дамы Бахчисарайского двора? И как складывались отношения с главным союзником ханства – королевством польским? Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 сентября, в 17:35 на телеканале АТР. Девлет Герай I, часть 3. Его образы Крыма первой половины 19 столетия хотя бы раз видел каждый, однако далеко не все знают, кто их автор. Поражает удивительное мастерство художника, который сумел воссоздать гармонию природы и человека, органично вписанного в этот восхитительный ландшафт. На полуострове художник Карло Бассоли провел 3 плодотворных творческих года, создал большой цикл работ. Ему удалось запечатлеть едва ли не все значимые крымские места, от Евпатории до Керчи и Перекопа. Пейзажи и достопримечательности Крыма Карло Бассоли. Смотрите в субботу, 19 сентября в 18:00 в новом сезоне программы «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Yanaklardan tığırmakны, endi çoktan unutup, aqa көз яш yüregime, vicdanıma, anıma. Bir ayn toktap, söyle maňa көз yaşım, felekdany hazırlay, menim aziz Krımıma. Yüregimnin yarasına sen tama ber, ey көз yaşım kayra ona. Dil yarası qamadır. Qır atımны rüzgar gibi alıp kelsin көз yaşım. Atның көзі toyda degil, yemde degil, yoldadır. Күч куветim sende yanık. Kalpke tamgan yaştadır. Qıratımның kırpıgıday keskin ateş oktadır. Ah көз yaşım. Sen tama ber. Yaxsın tuzun yaramны. Tek sarılma kirpigimnin beline.
мен ялбарам. Сені көрсе қырымымның юречігі қырылыр. Ақ көз яшым. Қырымыма көрінмесен, ялбарам. Акшамлар хайыр сентябрьнан 14 эфирде заман Қырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілерінімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Сияси мабуслерге қол тұтмақ үшін Қырым бойынша 30-дан зияде койве қасабада дуа мерасимлері кечірілді. Сентябрьнан 16-сында Русияның Женебе Арби махкемесі Бахчисарайда тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған 8 Қырым татарына үкім шығармалы. Прокурорлар мабуслеріні 15-тен 21 елға қадар азатлықтан барум етмеге талап етті. Секіз Қырым татарыны Бахчисарайның 6-й микрорайон жәмесінде топлашып мұсылманларының вазиеті аққанда сөз юрсетіп мұсылманларыны халифелік құртара біледеген лафлары үшін руслар терроризм ве Русияда әкиметіні күчнен запт етмейін тылуында қабатлай. Ханчайыр жәмесінде ерлі жематшылық топлашып дуа мерасимына кечірді. Cami içinde Allah'ın dinini güzel şekilde yerine getirmeye her vakit bu harekette bulunaydır. Cemaatin işini, ibadet işini, din işini, içtimai işini her vakit subetleşip, münasebet edip, bu sebebinden bu ballar hapishaneye düştüler. Düşmanlar bunu yapıp biz bütün cemaatka signal verirler, camiden uzaklaşınız. Cemaattan uzaklaşınız. Dinden uzaklaşınız. Ama biz bu hareketinden, bu işlerden, bu destekten düşmanların bütün planlarını yıkamız. Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Серан Салиев, Сервер Зекирияев, Эрнес Аметов, Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев учинчи ел Русия СИЗОсында тұтыла. Бір ел девамында оларға низбетен уйдырылған терроризм давасыны Русияның Женебе Арби махкемесі бақты. 2 күнден сентябрьнің 16 күні үкім шығарылмалы. Дуаға топлашқанларының ичі бірі тұтылған Қырым татарлар терроржылық япқанына инанмай. Бұл 6 ел девамында халқымыздың наразылығы тоқтамай, ұмыты кесілмей. Ойле бір террорист, экстремист лағапларға халқымыз аслы инанмай. Әлбетте, жолымыз қиын, амма біз Аллахның сөзлеріне инанамыз. Мұтлақа зафер яқын. Эр істегенде мабуслерге қол тұтып сөзлерінен мектуплер yazып yolламаға имканы бар еді. Біз емінміз. Бұл башларыңызға түшкен сынавдансыз. Көкіслеріңізні керіп, башларыңызны тік көтеріп шығарсыз. Біз емінміз. Бұл башларыңызға түшкен сынав сізлеріні да құветлі, да күчлі япар. Сіз бойсунмаған миллетнің евлятларысыз. Дуа мерасимы Серан Салиев яшаған чоқ қатлы еваз барында да кечірілді. 3 ел евелсі Селялы ФСБ қадемлері келіп, оны яқалап бұ ерден алып кеткен еділері. Алла қабыл етсін, біздің балаларға еңгілештірсін. Тез вақытта, тез сатта, omut etmеген вақытта қайтсындар біздің балалар. Жұма намазындан соң вератлық күнлері девамында ярмада бойынша Сейітлер, Қарасу базар, Жанкой, Бахчисарай, Ахмеджет, Құрман, Ички районларының қасабаларында, Ескі Қырым, Бахчисарай ве Судақ шehirlerinin camilerinde de дуа мерасимлері кечірілді. Çok ballarımıza dediler FSB'ler, gittiniz bundan. Hatta kapayacak, kaçınız bundan. Demek halkın bir toplumunu gerek
yol göstergenleri kapamaya, çok su gerek korkutup kaybetmeye, kalanını, biz çöken soylarını, kalanını rusifikasiya yapmaya. Жематчылық топлашып, рус махкемелері Қырым татарларға низбетен чықарajak үкімлерінен разы олмағанларыны білдіріп, мабуслерінің қоранталарынан бірдемлік олғанына көстеріп, Құран-ы Керимні оқып, мабуслер тез вақытта азат етіліп, қоранталарынан қавушып олмалары үшін Аллахқа дуалар еттілер. Bizler hiçbir vakit bu adaletsizlikle razı olmayacağımız. Biz biliriz ki şu ballar bu birkaç günden son karar çıkarılacak ballar terörist değildirler. Bizim milletimizde, bizim ümmetimizde terörist yoktur. Nasıl etseler etsinler de biz buna hiçbir vakit inanmayacağımız. Шевкет Аматуллаев, Zaman, АТР. Қанунсыз ве бір шейге ярамаған сақты сайлаулар. Ишғал етілген ақиярда яңы ескі губернаторны сайладылар. Рейлеріні Хастахане, Шифахане, Виатта, Арби гемілерді берділер. Сайлав комиссиясы тарқатқан малиматқа көре Михаил Разважаев енген. Үкімдарлық еткен Единая Россия фырқасының темсілжісі рейлерінің %86-сыны елді еткен. Сақты сайлауларда рей бермеге аққы олғанларының 48% қатнашқан. Разважаевтен ғайры да 5 инсан өз намзетіні көстерген, ләкин олар рейлерінің тек бірқач пайызыны қазанып олған. Ишғалжелер ақиярда кечірген сайлауларға Украина акимиеті ве Европа бірлігі темсілжелері сесленді. Позициялары умуми. Рейберов қанунсыз ве оларының ич бір күші жоқ. Левқамызда тәпсілатлыжа. Геми үстінде Хастаханеве азбарларды ақияр губернаторының қанунсыз сайлаулары кечірілмесі үшін сайлав бөліклеріні шер бойы бір чоқ ерде аштылар. Дайми сайлав бөліклерінде инсанлар топлантысы олмамасы үшін уч қошма бөлік. Пирогов адына Хастаханеде ве Қараденіз флотының гемілерінде тешкіл етілді. Язда сөзді референдум кечірілмесі үшін олғаны кібі сайлав бөліклері атты азбарларда ачылды. Бөлі шекілде чоқча нефақажыларны желп етмеге істеділер. Ләкин нәтижеде сайлауларға рей бермеге аққы олғанларының тек %48-і қатнашқан. Путиннің тараптары олған Михаил Разважаев рейлерінің 86%-ны қазанған. 2018 сенесі губернатор вазифесіне вақтын жетайынлеген еділер. Ақиярға оны Сибирден кечірділер. Бұндан әвелі Хакасияның елбасшысы еді. Қараденіз флотының арбилері ве девлетке чалышқанлар бұйрық бойынша рей бергенлері ве рей беров кабинкалары гаражлар артында олғаны сайлауларының ачықлығына асла кедер етмеді де ақиярның сайлав комиссия елбасшысы Сергей Даниленко. Мелкие процессуальные нарушения, естественно, были, которые не могут вообще рассматриваться как основания для отмены каких-либо результатов по отдельным участкам. Ишғалшылер кечірген рей беруі қанунсыз, нәтижелеріні есе кімсе танымас. Украина тышышлерін әзірлігінде ишғал етілген ақиярда сайлаулар кечірілгені үшін өз наразылығыны білдірді. Қайдеткенлеріне көре сайлав нәтижелерінің ичте ұқуқи құветі жоқ. Рей беруіні тешкіл еткенлер есе месулетлікке чекілежек. Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Усі причетні до підготовки та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України. Закликаємо іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії Російської Федерації та чітко заявити про невизнання результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, у тому числі шляхом розширення санкцій. Ишғалны танымадылар, сақты сайлауларны да танымазлар. Европа бірлігінде сайлаулар қанунсыз ве ишғал шарайтлерінде кечірілгенні қайдетіп, Қырым Украина олғанны хатырлаттылар. Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові, який стверджує, що представляє Крим та Севастополь, не буде визнаний ЄС представником тих територій, які входять до складу України.
Украина президентінің Қырым темсілжілігінде айтқанларына көре Украина ве халқара қанунларына сайғысызлық Русия үшін хастыр. Темсілжілікте Европа бірлігі қол тұтқаны үшін миндидарлық білдіріп, ярымада işgalcilerden азат етілмегенне қадар Русияге басқын арттырмаға чығырдылар. Владислав Стужук, Заман, АТР. 1 триллион гривна. Украина баш прокурорының муавина Гундуз Мамедов қайдеткенне көре Русия тарафындан Қырым işgali Украинаға бұ қадар зарар кетірген. О білдіргенне көре бұ зарар көлемі күн-күнден артмақта, чүнки işgal аляда девам етмекте. Русия, Қырым ве Донбасста инсан ақларыны бозмаға девам ете. Бұ тек мүлк аққы бұзылығы бойынша кетірілген зарардыр. Украина прокуратурасы халқара жинайы махкемеге берген материалларда сөз инсанларына мечбури көчіров, Русия ордысына қанунсыз чағыров, махкеме тақыплері ве қанунсыз махкеме үкімлері аққанда кетмекте. Işgalның 6 yılı devamında Rusya tarafından olған siyasi, dini taqıplar neticesinde 48 bin Ukraina vatandaşı yarımadаны terk etmege mecbur olған. Ekseriyeti Qırım tatarlar deyilер. Rusya öz tarafından Qırımға öz vatandaşlarına getirip yerleştirmege devam ete. Bu ise halkara gumanitar hakkının bozuluğudur. Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво в понад 1000 кримінальних проваджень, таких як порушення майнових прав, примусова депортація, колонізація півострову, незаконний призов, переслідування членів Меджлісу тощо. Всі ці справи є надскладними та багатоепізодними. Наприклад, по кримінальних провадженнях, що на контролі в департаменті, зареєстровано понад 700 епізодів. Обсяг лише окремих справ складає понад 1500 томів. Сөзде Қырым самооборонасында қызмет еткен Қырымның милли полициясы 2014 сенесі февраль-март айларында Қырым işgal етілгені вақыт қанунсыз арби құрылыш жазасы оларақ судақ кірішінде невбетчілік еткен кішіге шекленов сеслендірді. О шерге келген инсанларына араба ве весеқаларына тешкірген. Күне берабер оны Украина ватандашыларына қанунсыз шекілде азатлықтан марум еткенінде шеклейлер. Украина құқ қору жылар оны тұтып олса, о 3-8 жылға қадар азатлықтан марум етіле біле. Қырым прокуратурасы шекленгеннің адына ачықламай, ама Центр журналистских расследований тарқатқан малиматқа көре сөз Погородный Сергей Сергеевич аққында кете. Алы ағыр ама стабиль. Халық депутаты Ирина Геращенко сабақ сияси мабус Владимир Балухның сағлыға аққында тариф етті. Шындо Киев хастаханесынан реанимация бөлігінде бұлынмақта. Оның башына операция yapılған сон екімлер оны суни комаға кечіріп, ақжигер аваландыров аппаратына бағлағанлар. Балухның қафа ми ярасы бар. Элве көпірчік кемігі сынған. Сабық сияси мабус сентябрінің 8-не кечер гежесі ұжымге оғырады. О арқадашларымен топлашып, Русия апсханесінден азат етілуінің еллығына қайдетеді. Полицияда қайдеткенлеріне көре бұл дава Назир Арсен Аваковның шахси незаретінде болуна. Ама таққатшылар аляда сабық мабуснен лаф етіп оламады. Від лікуючих лікарів Володимира Балуха стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне. Қырым сакинлері үшін черкев, işgalciler үшін тема су. Екі апталық су қытлығы режимі қоланылғанына бақмадан вазиет еп бетерлеше. Ахмеджетте кранлардан черкев суларақа işgalciler есе шақси бес сайыплеріні, еп сайыплеріні қабатлайлар. Ақярда есе су қытлығынен оз жесіне көрешелер шер суынен етарафтаки койве қасабалар суыны жедвел бойынша ала. Нечін олғаны левқамызда тариф етіле. Ахмеджетте кранлардан черкев сулары башлады. Işgalciler черкев сулары үшін чұқырлар қолланған шақси ев сайыплеріні қабатлай. Ескі борулар тешілгенінден себеп черкев сулары инсанларының кранларына барып чыға деп хабер етелер. Вода Крыма шirketінің мудирі Владимир Баженов айтқанына көре, о қабатлы дегел ақшамға қадар шені түзетмеге шандырды. На нашем водоводе люди построили всевозможные жилые строения. Участок улицы вообще не канализован. Все там на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность водопровода нашего. По получении сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость, но в данном случае не моя, а из выгребных ям.
Ақиярда есе су қытлығы yok. Анда тек шер etrafında olған қасабаларға су берілуі эксілтілген. Чүнки су Ақиярда болынған Русияның Қараденіз флоты ве кетірілген мемурларға кереклі жайкен. Қырамның ишгалжилер ел башысы Сергей Аксенов есе Украинаны экоцитте қабатлады. Инсан ақлары аққында ве Ярымадаға Шымали Қырым каналы бойынша не қадар су берілгенін хатырлады. Украина президентінің Қырым темсілжілігінде білдіргенлеріне көре, ишгалжилер үшін месулиет чекмейлер, чүнки халқара канунларға көре, ишгал етілген Қырым үшін Русия месулиетлі. Частина 1 статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, 4-та Женевська конвенція, передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами. Зокрема, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо. Ці положення безумовно стосуються і такого ресурсу, як вода. Тобто прямим зобов'язанням держави-окупанта є забезпечення цивільного населення окупованої території всіма необхідними ресурсами. Сентябрьнің едісінден башлап, ишгалжилер Ахмеджит шері, Ахмеджит ве Бақчысарай районында суына жедвел бойынша бері башлады. Су саба 3 саат ве ақшам 3 саат берілмекте. Ишгалжилер бойлы режимні барге қадар сақламаға ишандырды. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ишгалжилер Украина арбилері позицияларына майын атыженен ұжым еткен. 2 граната Донецк вилаятынан Яковлевка койы янында патлыған. Украина арбилері зарар көрмеген. Незаретчілер 2 кериатешкес режимі бозылғанны қайд еткен. Русия незаретінде олған женкеверлер Пески ве Авдеевка жеварында олған арбилерінің позицияларына ұжым еткен. Близько 8-ї години ранку збройні формування Російської Федерації здійснили 2 постріли із ручних протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Яковлівка. Враховуючи провокативний характер обстрілу, українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших військових немає. Башлағанынан берлі Украинада 156 bin insan коронавирус хасталығына ұғыраған. Кешкен күн девамында COVID-19 хасталығы 2400 инсанда таздықланды. Хасталыққа ұғыраған 33 кіші вефат еткен. Хасталар ең чоқ Тернополь ве Харьков елетлерінде белгіленген. Киев есе карантин емшатылуына азырды гел. Можливості системи не безмежні. Тому дуже важливо дотримання правил і рекомендацій, які дає Міністерство охорони здоров'я. Всі ці рекомендації, правила, вони всі є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Це користування маскою, дотримання дистанції і обов'язково користування антисептиками, тобто чисті руки. Ишгал етілген Қырымда да бір кіші коронавирустан себеп вефат етті. Пандемия башлағанынан берлі Ярмадада COVID-19 хасталығындан 42 хаста кечінген. Кечкен күн девамында коронавирус 75 инсанда таздықланды. Бұл кенеде яңы антирекорд. Медениетке қошқан естесі ве сабит жемат позициясы үшін режиссер Ахтем Сейтаблаев Василий Стус мукафатына наил олды. Сабық сияси мабусынан мукафаты 1989 сенесінден берілі сене медениет сасында еңішлерге ерішкен ве жемат позициясына костергенлерге берілмекте. Қайтарма ве киборги фильмлерінің режиссері Эйкелшік ве пара мукафатын алды. Ахтем Сейтаблаев өз чықшында ана бабасы сүргінлік аққында тариф еткенні ве мектепте Қырым татарларының хайынлігі аққында уйдырмаларını тарқатқан қожаларынан вақыт давалашқанны қатырлатты. Я знаю, що це велика відповідальність. Я буду намагатися зробити так, щоб нікому не було соромно. Нікому із тих, хто проголосував за мене, і нікому із тих, хто говорить про мене, і нікому з тих, хто мене любить, думає про мене, і нікому з тих, про кого думаю я. Я уверен, что рано или поздно Крым будет освобожден.
но будет освобожден значительно раньше, если у нас в стране будет много людей, таких как Василий Стус, как Ахтем Сейтаблаев, как Петров Григоренко. И дай Бог, чтобы в Украине их было много. Бұл саат қазір олған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Атырден есе айрылмаңыз көрішкенше.